Ну что, поехали. Правда, скорость интернета не знаю, что будет показывать. Посмотрим. Давно не стримил. Так. Уже очень давно не стримил. 5 зрителей показывает. Не знаю. Так, активность. Сейчас чат включим. Чат готов к работе. Так, пишите, друзья, кто здесь. Вроде как должно уже получиться. Так. Звук здесь немного убавим. Марина, привет, давно не видела. Привет, Марина. Чолам, буррыт. Давно, да, действительно давно уже не общались. Вот сегодня решил выйти поговорить. Чего уж потом. Так. Давно, да. Все, наверное, уже и забыли, что иногда Серегин рассветы ведут стрим. Все уже, наверное, забыли. Но напомним. Потому что YouTube, я не знаю, вот это проверка такая. Проверка такая, Марина. Буду с тобой по-русски общаться, потому что многие здесь тоже на русском, русскоязычные. Приветствую ты, Нина. Здравствуйте, Нина. Добрый вечер с Республики Коми. Так, Ира, добрый вечер, дорогие земляки. Здравствуйте, Ирина. Привет землякам. Алексей, всем привет. Алексей, привет. Таня, привет, Сережа. Самара тебе привет передает. Здравствуйте, Татьяна, добрый вечер с Республики Коми. Пускай у нас и все холодно уже, но тоже пламенный привет сердечный. Так, давно не стримил, друзья, и это такой пробный стрим, потому что вы знаете, что там с Ютубом творится, и замедляют его, многие не могут смотреть даже. Я постараюсь потом этот стрим, если удачно пройдет, со скоростью и все такое, не будет проблем, со звуком не будет проблем. Слышите меня, надеюсь? Если так слышите, ставьте плюсик. Звук какой хороший, плохой. Изображение с задержкой, не с задержкой. Это все важно для меня, потому что в условиях замедления YouTube это первый мой стрим. Все-таки боюсь, что будет тормозить видео, и картинка не будет такой радостной. Так, Самара, Татьяна и поприветствовали. Алексей, Сергей Иванович, сильная рубашка. Ну, рубашка как рубашка, я не считаю, что она сильная такая. Надежда Харламова. Здравствуйте, дорогие. Очень рада очередной встрече с вами. Здоровья вам крепкого. Здравствуйте, Надежда. Очень приятно и вас тоже видеть. Татьяна пишет, все отлично со звуком, значит, и видно. Здравствуйте, привет из Самары. Слышим хорошо, рады вас видеть. Здравствуйте, Ольга. Это очень хорошо, что скорость интернета тянет еще, потому что иногда порой вообще, кошмар. Кошмар, даже не могу ничего загружать, ничего смотреть сам не могу. Все-таки YouTube остается такой платформой, где более такое понятное общение и зрителей побольше. Потому что на Дзене у меня не получается. Но что я хотел сказать, что те зрители, которые не могут все-таки посмотреть на YouTube, я этот стрим, наверное, скачаю с YouTube и выложу на Дзен. Так, сильная. Так, Марина, добрый вечер, Сергей Иванович, рада стриму с вами. Здравствуйте, Марина. Давно не виделись, и я каждому зрителю, каждому другу канала, так сказать, очень рад и приветствую вас тоже, друзья. У меня здесь я сегодня подключил два телефона, чтобы один телефон интернет давал, с телефона интернет, и на экран, на большой экран тоже, тоже подсоединил другой телефон. Короче, двойная такая тяга, не знаю, там поможет или нет.
Так, Алексей, сильная. Лидия Ларичкина, если ударение неправильно, извиняйте. Добрый вечер, все слышно, все видно. Здравствуйте, Лидия. Очень-очень хорошо. Нина, посмотрела несколько видео и хочу сказать огромное спасибо Маше за ее золотое сердце. Вам, Сергей, крепкого здоровья и огромного терпения. Нина, очень приятно за такие слова. Конечно же, Машу, я не знаю, что сказать про Машу, потому что вы, наверное, видите, какие у меня глаза, когда я смотрю на Машу, и сколько благодарностей у меня в душе для Маши. Ну, действительно, да. Ну и спасибо за пожелания. Нина, вы там оставляли очень много положительных комментариев. Нам, вернее, с Машей очень приятно. Ольга Исаева, а Машеньки мы сегодня увидим. Ну, надеюсь, она подойдет. Просто она сегодня, у нас же сегодня, ну, как бы, суббота, да, ведь. Она и баньку растопила, и сейчас делами своими занимается. Говорит, если что, попозже, может быть, подойду. Я попросил. Я говорю, зрители тебя ждут, Машенька, всегда. Что на видео, что так, на стриме, если. Надеюсь, она подойдет. Так. Тут Таня пишет Машу в студию. Что-то я пропустила, что ли? Вот я вот тут вижу большой привет из Мордовии. Вот Аладова. Большой привет из Мордовии. Здравствуйте, Валентина. Привет с Республики Коми большой. Алексей пишет, как погода, снег, мороз. Ну, сегодня и вчера, и сегодня такой небольшой снежок идет, но он как бы даже до земли не доходит, он тает. Вот, он тает и слякотно, холодно очень. Северный ветер такой, северо-западный такой ветер, очень неприятная погода. Быстрее бы этот снег уже выпал. Замерз сначала, немножко земля замерзла, и выпал снег. Это будет очень хорошо, грязи не будет. Вот. А пока нету ни снега, ни заморозков, практически вот сильных заморозков, что вот кремень как замерзла, а ведь уже ноябрь на носу, да, и не было такого. Вот. Так что с погодой вроде как тепло. Так, ну, относительно тепло, для нас тепло, а так, по сути, холодно. Я практически дома сижу, не выхожу никуда. Ну и Маша тоже, соответственно. Сегодня она убрала там, насос убрала с колодца, уже все, наверное, больше, все равно там вода будет замерзать, насос убрали. Вот баньку растопила, дрова натаскала. Все как обычно, сейчас рутинная такая работа тоже начнется. Летом свои заботы, осенью свои, зима настанет, свои проблемы. Круговорот проблем, как говорится. Так, Лиса, привет с Краснодара. Здравствуйте, Сергей и Маша. Рада видеть и слышать вас. Здоровья, благополучия, слышимость, видимость, звук отлично. Лиса, здравствуйте. Очень-очень большое, во-первых, спасибо за всегда приятные комментарии под видео. Вот, и встречаемся в онлайне, это тоже очень мне приятно, что вы зашли пообщаться прямо вот в онлайне. Жанна Тайшина. Здравствуйте, Сергей и Машенька. Второй день смотрю ваши видео. Не могу оторваться, отдыхаю душой. Спасибо за ваши рецепты. Любуюсь вами. Жанна, добрый вечер. Но это очень приятно, как бы нам, что есть, ну, вас заинтересовали, во-первых, наша скромная жизнь, простая деревенская жизнь, а во-вторых, скромные рецепты. Рецепты все простые, мы никогда не усложняем, что вот сами едим, то, что проверено, то и показываем. Так, Алексей спрашивает, пирог-то с черешней съели? Да, с черешней. Пирог с черешней был крайнее видео. Ну, как с черешней, там сверху обычно, когда заливной пирог, мы делаем как? Заливаем пол порции пирога, потом в середину там начинку,
Будь то черешня, будь там сливы, будь то еще что-то там, изюм. И потом забываем это. А тут решила Маша просто сверху накидать черешенка. Черешенка, она покупная, друзья. У нас черешня не растет. Вишня была и, ну, как, почему была, ягоды были 10 штук. Я посчитал, 10 штук было, но не успел я скушать, наверное, птицы съели. А черешню купили уже замороженную. Так, Людмила Малая. Привет, друзья. Здоровья, удачи вам. Здравствуйте, Людмила. Спасибо большое за такое пожелание. Очень приятно. Я не знаю даже куда. Так. Чтобы не... Если кто-то что-то я пропустил, друзья, не ругайтесь, потому что в телефоне чат летит очень быстро. А на компьютере не все комментарии почему-то показываются. Так, Людмила Илья. Большой привет из Греции. У нас плюс 30, лето не уходит, купаемся в море. Я вам завидую, хочется снега, здоровья вам. Ой, здравствуйте, Людмила. Но я вам скажу так, что мы не скучаем. Я вот лично не скучаю по снегу. Надоела грязь, и лучше, конечно же, чтобы снег выпал. Но мне, особенно где-то уже в феврале, вот так он так мне надоедает, что этот снег видеть не хочу. А вот лето никогда не бывает длинным. Я хочу, чтобы лето подольше, а у нас наоборот. 2 месяца от чилы лета и все. Какой плюс 30? Скоро у нас минус 30 будет. Обычно где-то 21 ноября Михайлов день у нас, да, и День Святого Михаила. И получается, что тогда уже наступает после этого морозы и начинали резать скотину. Это раньше было так. Сейчас тут чуть-чуть, конечно же, климат изменился и не подходит многие приметы. Наталья Орлова. Привет из Мелитополя. Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер из Республики Коми вам. Людмила Малая. У нас в Ухте снег идет. И лежит, но, наверное, растает еще. Ну, знаете, Людмила, от Ухты у нас 100 километров, если по прямой, не вчера, если по прямой через, ну, прям вот прямиком, не по дороге, а вот прямиком через лес, ну, в районе 100 километров, да. И погода не сильно отличается. Ну, вот снег идет, но он как лежит? Ну, так, слегка припорошенный. Это вот дунет, там, например, сейчас северо-западный ветер, да, но он дует, немножко поменяется, чуть-чуть будет там полдня южного ветра, и этого снега не будет. Так, Галина Черепанова. Добрый вечер, Сергей и Маша. Привет из Архангельской области. Здравствуйте, Галина. Добрый вечер вам. Так, Галина. Сергей, добрый вечер. Привет из Екатеринбурга. Люблю смотреть ваши ролики, особенно как Маша готовит. Здоровья вам, терпения, не унывайте, пусть все будет стабильно, хорошо. Ой, какой прекрасные пожелания, Галина. Здравствуйте. Спасибо за такое добрые пожелания. Ну, за внимание к нашим видео, к нашим рецептам, то есть Машиным рецептам, очень такое, ну, и нам приятно. Большое спасибо за ваше внимание. Так, Анна, Сергей и Маша, добрый вечер. Привет из Западной Сибири. Очень вы мне симпатичны. Здравствуйте, Анна. Добрый вечер вам с Республики Коми. Ну, что тут сказать? Нам приятно, Анна. Спасибо большое. Так, Алексей, у нас в этом году ни черешни, ни вишни из плодовых, ничего не было. Ну, у вас там, по-моему, весной на юге, да, в южных регионах весной, по-моему, были такие заморозки, наверное. Все, наверное, померзли. Природа, она такая чудит. Южный регион, а вот что случилось. И, как говорится, ну, мне помнится, весной у вас все замерзло. И яблоки, по-моему, когда цвели, замерзли. И все. И груши, наверное, тоже. Вот. Таня. Вот, Сережа, правда. Твой канал действительно как-то успокаивает. Как только что плохо на душе, сразу включаю твой канал. Ой,
Я рад, что, ну и Маша, соответственно, рада же, конечно, то, что есть какой-нибудь позитив от нашего канала. Вот. Марина. Сергей Иванович, все видео ваши я смотрю, ни один не пропускаю. Понравившиеся блюда сохраняю в копилочку своих рецептов, но комментарии оставляю редко. Это не означает, что я не с вами. А я не думаю, что это самое. Многие ведь смотрят, многие сейчас перешли, ну, очень многие перешли на Дзен, потому что, ну, YouTube не у всех показывает, это однозначно не у всех показывает. Вот сегодня я решил проверить стрим. Я думал, что стрим не вытянет, а ну, лишь, наверное, видео, ну, может быть, с некоторой задержкой идет, но смотреть во всяком случае, я думаю, можно, и звук, надеюсь, не прерывается сильно. Вот. Очень рад, Марина, за ваше внимание, конечно же. Ну, надеюсь, ну, вот сейчас немножко реже стали выпускать, вот, но этот период пройдет. Пока вот одно видео в неделю выпускаем, да, но этот период пройдет, потому что сейчас у Маши свои дела, не буду там раскрывать, конечно, это все дело, но она сейчас занята и не очень, ну, как я могу, то всегда снимаю. Например, что-то готовит Маша, и я быстренько снимаю то, что мы сами кушаем. Специально, вот, например, сегодня хотим кушать что-то, я у Маши спрашиваю разрешение, я говорю: Маша, мне можно там с камерой поснимать то, что ты будешь готовить? Если дает добро, я снимаю. Если скажет: Сергей, мне надо там по-быстрому это сделать, прихорашиваться, да, что да, никогда мне, потому что, ну, девочки не такие, всегда на камеру что-то, да, ну, немножко, да, прихорашиваются. Тогда, если отказ, то отказ. Вот. Так, Валентина. О, банька, это хорошо. Добрый вечер, Сергей и Маша, и всем вашим подписчикам. Большой привет из пряничной, оружейной, самоварной столицы Тулы. Всем мира, здоровья, добра. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, добрый вечер и вам. Ну да, город Тула очень славится. И вот что вот перечислили, и пряниками. А, кстати, я люблю очень тульский пряник. И всегда мне Маша или из города привозит, или покупает здесь, в Мившире, в магазине, тульский пряник. Я очень люблю. Очень люблю. Вот. Еще какой-то пряник, по-моему, мне привозили. Тоже мне понравился. Но не из Тулы. Так. Наталья. Российск. Смотрю YouTube только с VPN. Ну да, вот этот как бы замедление очень многим дало о себе знать. Ну, не могут смотреть. В том числе и я. Я тоже. Я как-то умудряюсь еще и видео очень... Например, я видео включаю на газозакачку и качаю. Иногда, например, полчасовое видео у меня качает почти 2 дня. Ну, это кошмар. Это кошмар, конечно. Вот. А что потом поделаешь? Как бы на Дзен перешли, ну, тоже потихоньку. Потому что здесь на канале собрались и российские зрители, и из других стран. Одним, например, за рубежом Дзен не показывает, в России YouTube не показывает. И вот так лавируем, так сказать, чтобы не терять наших уважаемых зрителей. И там, и сям. Вот так. Екатерина Потаенкова. Доброе время суток, любимая семья. Привет из Воронежа. Здравствуйте, Екатерина. Воронеж. Большой привет. У меня знакомые есть, хорошие знакомые есть в Воронежской области. Целая семья, бабушка. Не бабушка моя, а вот Алексей, мой знакомый хороший, его бабушка Мария Алексеевна, если я не ошибаюсь, и Елена Алексеевна, его мама. Очень большой привет вам, тоже в Воронежскую область. Ну, тепло у вас там. Я прям смотрю,
Вот видео с Воронежской области, с Воронежа там и с Воронежской области тепло. В некоторые года у нас здесь уже морозы где-то под 15, а там, по-моему, года 3 назад, в ноябре было 20. Приветствую, Сергей Иванович. Как здоровье? Хорошего настроения, солнечной погоды. Приветствую. Сейчас вот это самое посмотрю. Просто. У меня тут чат. Скорее всего, это судя по этому. Так, да, Алексей. По сумме просто. У меня здесь вот не высветилось. Ну, может, на экране высветилось, а там чат идет, и я вот не вижу. Приветствую, Сергей Иванович. Как здоровье, хорошего настроения и солнечной погоды. Это Алексей, мой товарищ, Inward Travel. У него канал тоже есть такой. Кому интересно путешествия на коляске, заходите, смотрите. Алексей, все хорошо, живем. Ну вот, по голосу, наверное, видно, что неплохо, все нормально. Не век же потом жаловаться на болезнь, на болячки, как говорится. Потихоньку с Божьей помощью живем. Так. Любовь Малахова, здравствуйте, привет с Хакасии. Здравствуйте, Любовь, привет вам из Республики Коми. Большой. Галина Карасева. Здравствуйте, Сергей и Машенька, очень рада вас видеть. Спасибо вам большое за ролик. Спасибо вам большое за ролики. Машеньке спасибо за приготовление, за прогулку в лесу. Очень понравился ролик с песней «Река очень красивая». Рада вам. Галина, добрый вечер. Летом вообще красота. Вот эти ролики можно снимать бесконечно. Правда, у меня в последнее время я что-то вот в этом году что-то очень мало снимал. Вот именно саму природу. Чтобы выехать куда-то на природе, чтобы с квадрокоптером там поснимать, что-то я вообще мало в этом году снимал. Ошибка, наверное, с моей стороны, но да, действительно, летом у речки, красота. Так, Елена П. Добрый вечер, Сергей и Машенька. Огромный привет из Оренбурга. Добрая душевная семья. Удачи во всех ваших делах. Здоровья и здоровья. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Спасибо за такое пожелание. Троекратное здоровье – это, как говорится, от ваших слов да Богу в уши. Спасибо. Людмила Малая. Да, ваши рецепты хороши. Ждем еще чего-то вкусненького. И ваши поездки на природу для многих нужны. Так что, Сергей, показывайте природу. Главное, здоровья вам, обоих успехов. Рецепты, конечно же, все простые. Что вот сможем, вернее, что я смогу поснимать, то, конечно же, я постараюсь поснимать и дальше. И природу тоже. Как смогу и что смогу поснимать. Постараюсь. Так, Сережа, почему-то не могу отправить денежку по ссылке. Так. Татьяна, не знаю, вот сейчас Алексей отправил канал Inward Travel, да, и вроде как пришло. А не знаю почему. Вроде как ссылки работают. В описании ссылки и на этой в закрепе. Сейчас я посмотрю, перейдет или нет ссылка. Ошибка пишет. Страница не найдена. А вы знаете, почему так случилось? А вот здесь переходит. Да, ошибка выходит. А вот здесь переходит. Что-то у меня тут неправильно, друзья, настроено, значит. Сейчас это исправим мы, друзья.
Сейчас. Ой. Так. Ссылку на донат. Что-то я, наверное, не то сделал. А почему не приходит, я не знаю. Сейчас, одну минутку. Почему не переходит? Именно вот не переходит с этого сообщения. Сейчас. Подождите секундочку. Настройку сделали. Копировать. Так, вставить. Может и правда что-то. Может и правда не переходит. Сейчас, если я посмотрю. Если не переходит, то что потом уже? Да, ошибка пишет, да. Друзья, вот почему-то не переходит с этого, как его? Сообщение, которое закреплено. Татьяна. Вот. С этого, а вот с описания переходит. Еще есть такой квадратик, QR-код с телефона, если можно там направить телефон, и он приведет вас на страницу, где можно отправить донат. Ну и, как говорится, в описании, под описанием видео есть там ссылка, донат. Вот с той ссылки переходит, а здесь почему-то не переходит. Я не знаю почему. Вроде бы все тоже и правильно поставил, но переходит. Пишет, что ошибка. Ну да ладно, все. Проехали. Есть в описании. В описании можно там отправить донаты. В описании к видео там есть. Ну и кто на карты донаты, друзья, отправляете. У меня телефон сейчас подключен к интернету, и не могу я прерваться. Я потом после этого стрима, под стримом все распишу. И всем заранее говорю спасибо большое. Так. Ладно, отвлеклись. Вернемся к нашему общению. Так. Таня, Сережа, почему? Ну, Татьяне я сказал, что в описании стрима, в описании под видео прям заходите, и там есть еще одна ссылка. Так. Добрый вечер всем. Здоровья и счастья вам. Все ролики смотрю. Хорошего вам вечера. Это пишет Парфена. Парфена живет в Греции. Здравствуйте, Парфена. Добрый вечер вам в далекую, теплую Грецию. Так. Несонова Юлия. Добрый вечер, Марии. Добрый вечер, привет. Марии, привет из Подмосковья. Все дела огородные закончила. Здравствуйте, Юлия. Ну как, огород-то что уже? Все, снег ждем. На огороде уже самая крайняя посадка была чеснок, и вот посадили еще черноплодную рябину и смородину. И все. Там больше делать нечего. Хотел грядки собрать. С Озона заказывал грядки 3-метровые длиной и метр в ширину. Ну, это я думал, соберу их под зиму. А потом думаю, нет, уже весной буду собирать. Весной соберу и, как говорится, посмотрим, что дальше будем делать. Вот. Так. Что у нас тут с чатом? Чат пока выключу. Это самое. Сейчас. Так. Виджеты.
Так, панель управления. About stress. Так. Не могу разобраться. Так. Не получается разобраться пока. Так. Копировать. Сейчас еще вот это попробую. Так, это еще попробую, а потом уже вот эта страничка, вот последняя ссылка, вот эта, которая, да, она переходит нормально. Вот эта ссылка уже работает, рабочая. Почему там что-то не показывает, разбираюсь, стараюсь разобраться, не получается у меня разобраться. Сейчас еще. Почему так? Сейчас еще раз попробую. Сейчас еще раз попробую. Сейчас, друзья, я это закончу. Я давно не стримил, и еще настройки все сбились. Все сбились настройки. Можно сказать. Блин, ошибка выходит и все. Ошибка. Чисто только. Так, удаляем. Так, вернемся. Так, с Юлией поговорили. Николай Соколов. Сергей, привет, рад видеть. Зашел ненадолго поздороваться. Николай, приветствую. Большой-большой привет. Давно, как говорится, в онлайне не общались. Привет. Ну, поздоровались. Самое главное. Так, Рафаэль. Добрый вечер, стрим. Сергей, привет. Давно не было стрима, наконец-то. Да, Рафаэль, давно, все лето, наверное, уже. Когда я выходил-то последний раз, я даже и не помню, когда я выходил последний раз на стрим. Если посмотреть, то можно посмотреть. Так, в принципе, конечно, когда я выходил на стрим последний раз. Так, это было, наверное, 189 дней назад или нет? Даже больше. Да, 189 дней назад. Мне показывает Донат Алерс показывает, я был на стриме 189 дней. Это получается полгода. Так. Вера Синельщикова. Добрый вечер всем, друзья мои. Здравствуйте. Здравствуйте, Вера. Георгий Веремский. Добрый вечер. Привет вам и здоровья с Казахстана. Люба. Здравствуйте, Людмила. Ой, Любовь. Здравствуйте, Любовь.
Так, Герасимчикова показывает. Так. Это у нас... Так. Не успел дописать, Рафаэль пишет. Сообщение улетело. Рафаэль, приятно видеть тебя. Ага. Ну, я помню примерно наших всех постоянных зрителей, конечно же, я помню. Так, Инватревал. Вот канал Инватревал, это Алексей. Привет всем смотрящим. Приветствую, Алексей. Елена Рощупкина. Добрый вечер. Здравствуйте, Елена. Крым сейчас 6:30 вечера. 6:30, да, у нас тоже 6:30. Уже темно. Пока у нас плюсовая температура, солнышко. Передаю вам солнышко. Здоровья вам. О, солнышко, нам так хочется солнышко этого. Это очень хорошо. Дай бог, чтобы завтра оно дошло за ночь до нас и вышло. Но у нас очень тоже рано темнеет. Где-то уже 5 часов уже, можно сказать, все темно. Настоящее темно. Так, Галина Анатольевна. Здравствуйте, Мария Сергей Иванович, здравствуйте. Всем, кто в чате. У меня видео не грузится, только чат читаю. Но на Дзене видео смотрю, как всегда, все очень интересно. Галина Анатольевна, это удмурточка. Раньше была удмурточка, так написано. Очень-очень рад видеть ваш комментарий, видеть, ну вот жаль, что не можете смотреть, конечно, это видео, ну, именно, ну, то, что вот поздоровали, ну, надеюсь, наверное, слышите все равно, да ведь? Здравствуйте, Галина Анатольевна. Очень приятно, что и на Дзене нас не потеряли, смотрите, очень-очень приятно и большое спасибо. Алексей, я сегодня гулял несколько часов прям. Ну вот, Алексей, вот с Воронежской области, там тепло, конечно, и ты гуляешь, и меня дразнишь, ну, по-дружески, правда, дразнишь с этими прогулками, мне тоже хочется, но я пока сижу дома. Мне вообще-то не хочется потом мыть эту коляску, она грязная будет, ужасно, что ведь творится на дороге у нас. Вот. Так. Елена Колонова. Колонова или Колонова Елена. Серега, дают тебе путевку в санаторий, чтобы подлечиться и отдохнуть или нет, Елена? Ну, Елена, ну, с путевками такой момент. Я в Випра, я отказался. Там спрашивают, нужно ли тебе санаторное лечение. Ну, я такой вот, что-то я тоже немножко, наверное, сглупил. Ну, пускай бы записали, что требуется санаторно-курортное лечение и все такое, да? Ну и как же, они же насильно не записывают, они просто так хитренько спрашивают. А я такой думаю, зачем мне это, я все равно не езжу, мне тяжело ездить. Если ехать, то с кем-то надо, да? А потом уже докумекал, уже позже докумекал, что почему бы и нет. Ну не ездил бы и не ездил, а в документе пускай было бы. Но если я сейчас переделаю, конечно, ИПРА, мне там, конечно же, пропишут. Но я не хочу сейчас менять ничего ИПРА. У меня сейчас моя индивидуальная программа реабилитации устраивает. Как бы там у меня в коляске прописано 4. Прогулочная, комнатная, дальше на спонсорские средства и еще коляска санитарного оснащения. Если я поменяю, то мне в новой ИПРА уже ради этого санаторного курортного лечения мне пропишут всего одну коляску, конечно. Многое, что я потеряю, у меня не будет прогулочных и разницы там домашних колясок. Вот. Поэтому я не хочу ИПРА менять. А так, если трезво подумать, мне тяжело ездить. Это надо, чтобы кроме Маши, потому что Маша со мной тоже не может тягаться, 90-килограммовым мужиком тягать. Это дома у нас подъемник и все такое. А так она не сможет, и мне еще кого-то надо нанимать. Не хочу я так. Да и не поможет это санаторно-курортное лечение. Вот для Маши, да, я для Маши бы Машу бы отправил подлечиться, конечно же, с удовольствием. Вот. А
Так, пришел донат, сейчас посмотрим. Просто у меня чат тут. Так, Жанна, большое-большое спасибо за донат. Огромное спасибо. Так. Насчет путевки разговаривали. Не поможет мне, и не хочу я путать Машу. Ей будет тяжело со мной возиться. Вот. А самой бы неплохо бы сходить, съездить вернее. У нас тут рядом хорошие санатории, если вот именно лечиться. Отдыхать можно куда-то дальше по России, да, теплые. А вот у нас именно подлиться хорошие санатории есть в Кировской области. Многие ездят, наши нивширские тоже, и очень хорошо отзываются. Вот Машу надо туда не отправить, как-то вот тоже ведь, чтобы дочка была в отпуске и все такое. Все примерить, подгадать и сделать. Вот это хороший вариант. А сам Елена не хочу. Так, Алексей, смотрим и переходим на дзен. На дзен тоже надо, и здесь надо, и везде надо. У кого показывает дзен, у кого YouTube показывает. Вот что-то я забросил одноклассники до ВК, надо исправить эту тоже ситуацию. Так, Равис Бронко. Добрый вечер, привет всем из Тутанхамона. Здоровья и успехов. Равис, здравствуйте. Добрый вечер вам из Республики Коми. Тутанхамон, я впервые такое слышал. Есть такой, конечно же, египетский правитель был такой, но вот город или такое месторасположение не знаю. Так, или может вы пошутили. Так. Ольга Гунина. Привет из Ростовской области. Сережа и Маша, вы такие хорошие, вас очень интересно смотреть. Машины рецепты очень классные. Ждем еще. Дай Бог вам здоровья. Здравствуйте, Ольга. Вижу ваши комментарии, часто вижу комментарии. И Маша отвечает, и я отвечаю тоже. И, как говорится, очень-очень всегда приятные. Спасибо большое за ваше внимание. Так, Инва Тревел. Так, Сергей, не хочешь дать интервью, рассказать про свою болезнь? Если смотрел, я давал ей интервью. Так. Так, Леха, я не понял. Я твое интервью смотрел. Я просто не понял сейчас в чате кто-то, кто у тебя брал интервью. Если, подскажи мне. Так, Нина Шевцова. Добрый вечер, здоровья, счастья вашей семье, всех вам благ. Здравствуйте, Нина, спасибо большое. Добрый вечер и вам тоже. Спасибо за пожелание. Так, Ирина, здравствуйте, Сергей, привет, Машеньке, рада видеть вас на стриме. Здравствуйте, Ирина. Машенька пока она свои дела делает, и баню растопила, как говорится, и, сегодня суббота, банный день. После бани, может, наверное, отдохнет немножко. Может, надеюсь, хоть немного подойдет, поздоровается хотя бы. Я ей сказал, она вроде не сильно отказала. Так, Алексей, он прям жаждет дать интервью. Алексей, нас 95 человек. Сейчас мне что-то показывает меньше, 95 это очень хорошо. Для нашего канала очень много это, и после такого долгого перерыва еще. Я думал, уже все, забросили меня мои постоянные зрители. Сейчас новые, конечно же, новые зрители есть на канале, очень много новых тоже прибыло, и очень-очень приятно это. Так, Сережа, милый, неужели нет никого,
Нет никого-то лечения от твоей болезни. Может, где-то за границей мы скинемся деньгами, поможем, если что, ты давай узнавай. Татьяна, благодарю, сердечно благодарю за вот эти искренние желания мне помочь. Но и вот на лечение, ну, нельзя говорить никогда, да, никогда этого не будет, чтобы собрать деньги на лечение. Вот на коляске я собрал, и благодарю до сих пор, я очень благодарю и зрителей, что в ВК, что односельчан, что в Ютубе, что за границей и все такое. Низкий поклон за эту коляску, конечно, которую я приобрел. Но вот на лечение, потому что наша болезнь, миопатия, да, она не лечится. И это будет величайшим обманом. То, что вот говорят, например, есть такое евро какое-то, я не знаю, но со словом евро связано, евро, где лечат, например, от этой болезни и говорят, что помогает. Нет, не помогает это ничего. И вот болезнь идет своим чередом. Что-то сегодня отхватило, что-то через месяц у тебя какие-то движения угасли, что-то еще, что-то ты потерял. Вот. Я не хочу обманывать. Это получается обман. Вот я попрошу на лечение, да, денег. И очень много, я 1000% уверен, что очень много отзовутся и соберешь деньги. Ну, будет такое, ну да, может быть там какая-то подпитка будет, там массаж, еще что-то. Какие-то движения, может, если есть такие даже центры. Я сомневаюсь, что с этой болезнью есть какие-то центры, чтобы миопатия. Вот есть реабилитация, например, 3 сестры. Там очень дорого, да, люди собирают, которые парализованные, которые не работают, там руки, ноги. Им вроде как вот это 3 сестры очень даже помогает, но не для нас это, не для нас. Там другие упражнения, там другое заболевание совсем. Даже не заболевание, а это, скорее всего, чаще всего травмы. Вот. Очень хорошо отзывается об этой, 3 сестры. Я не знаю, может быть, слышали или не слышали, но многие инвалиды собирают и ездят, и им помогает. Но я знаю, что мне она не поможет. Ну, может, какая-то ремиссия, может, настанет на несколько там недель, и все. Так что спасибо, Татьяна, за такое большое, как говорится, предложение и желание мне помочь. Но я этого, пока совсем никогда говорить не надо, да, не будем. Пока так. А вот технические средства реабилитации, чтобы помочь не только себе, а чтобы домашним своим, родным помочь, вот это да. Вот на коляску вот мне с помощью собрали, половину государства дало сертификат, половину добрые люди собрали, в том числе и с канала Ютуба тоже. Вот. И это да. Вот мечта у меня еще купить. Но он тоже дорого стоит, 100 с лишним тысяч. Мечта купить подъемник мини, который и на машину сажал. Потому что сейчас на машину мне очень трудно садиться. Все труднее. По доске пересаживался, а сейчас вообще уже и толкают, и тянут. Тяни, толкай, говорится. Вот эта мечта еще есть, но пока рано об этом говорить. Так, Диана Гливук, Анна Гливук. Доброго, уютного вечера, Сережа. Очень рада вас опять видеть и слышать. У меня опять YouTube заработал. Ура! Слава Богу. Анна, здравствуйте. Добрый вечер. Давно я вас не видел. То, что и это самое... Я очень часто слежу. Я ведь постоянных зрителей не забываю. Все время это самое... Смотрю комментарии, давно вас не видел, но рад, что не забываете, и рад, что зашли, и рад, что смотрите нас на YouTube. Очень приятно. Так, Z33, лол. Добрый вечер, здравствуйте.
Светлана, я. Добрый вечер, добрые люди. Давно не было вас. Скучаем по вашему общению. Здравствуйте, Светлана. Ну да, действительно, вот как я сам тоже не смотрел, сколько я уже не был в эфире, оказывается, 189 дней, что ли, посмотрел. 189 дней. Да, 189 дней назад был последний стрим. Давненько, оказывается. Да, здравствуйте, Светлана. Я тоже очень рад, что вы зашли на стрим. Так, инватривал. Наталья приглашает. Это кто у меня брал интервью. Так, Наталья, а здесь она была здесь на стриме? Наталья. Смотрю YouTube только с VPN. Смотрю YouTube только с VPN. Может быть, это Наталья. Просто ведь я же не знаю, какая Наталья. Может быть, это Наталья. Я новая. Привет из Германии. Здравствуйте, Татьяна. Ну, Татьяна, скорее всего. Просто такая игра слов, да? Здравствуйте, здравствуйте. Всем очень рады на нашем канале. Стараемся, чтобы здесь, ну, во всяком случае, я так думаю, что вот на канале собрались именно добрые, позитивные люди. Все. Вот есть, которые даже так иногда резко советы дает. Но все же это советы, не оскорбления, не поучение такое, и ты там, что такое. Ну вот советы. А это приветствуется. Вот. Я думаю, вот на канале не хочется это самое, что-нибудь такого отрицательного, потому что и в жизни-то хватает этого всего неурядиц и все таких и проблем. Зачем еще собирать откуда-то? Интернет большой. Стараемся, чтобы... Да и пару человек, которые заходят, например, которые плохие, да, ну, я считаю, такие тоже есть, но они быстро уходят с канала. Вот. А тут все добрые, все приветливые. И с друг другом общаются, и с нами тоже. Так что, Татьяна из Германии, заходите, всегда будем вам рады. Ася Юносова, привет из Сербии. Какая погода? Снег был уже, у нас плюс 23. Здравствуйте, здравствуйте, Ася. Холодно, но снег такой, ну, он до земли даже не долетает. Ну, а нам хочется снега, потому что если снег выпадет, замерзнет, и все будет уже, не будет грязи. Можно смело гулять так. Потому что на коляске мне, например, прогуливаться в грязь вообще неохота. Это, опять же, Маше нагрузка, мыть потом эту коляску не хочется. Плюс 23, ой, нам все, это плюс 23 до следующего июня. Все не светит. Так, Максим, добрый день, как ваш кот рыжий поживает? Максим, здравствуйте. Что ему поживать? Все лето бродил, мышей ловил, птиц ловил, разбойник. Я вот мышей-то он ловит, пускай, а вот, например, птиц ловит, мне жалко этих птичек. Ловит, потом приносит домой, хвастается, Маша хвалит, я ругаю. У него порода такая, что потом поделаешь. А сейчас уже грязно, так сказать, и он и холодно, и он, например, сегодня утром он может в туалет-подвал наш ходить, там у него специальный вход есть, ну, для котов. Но еще лето, и он все время старается выходить, как говорится, на улицу. И вот сегодня утром Маша, он стоит около, встали мы, да, он стоит, рыжий стоит около двери и ждет, когда Маша откроет дверь, чтобы выйти в туалет. Стоит на пороге такой, деловой, ушки навострил. Маша открывает дверь, а оттуда с веранды холодный воздух так, раз, в нос ему. Он такой, раз по тормозам стоит, развернулся и бегом в подвал, в туалет. Мы с Машей смеялись, и чего, и говорю, сейчас это еще цветочки, сейчас морозы пойдут. Живет хорошо. Вот. Что ему сделается.
Так, Наталья Фоменюк. Всем доброго времени суток. Привет с Кирова. Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер. Давно вас тоже не видели. Ну, собственно говоря, давно и не было стрима. Рафаэль, Сергей, даже не думай, твои постоянные зрители всегда с тобой, даже не сомневайся. Ой, я рад, очень приятно, очень приятно. Максим, как ваши родители поживают? Ну, Максим, знаете, пожилой жизнью живут, если вот коротко сказать. Из дома они выходят. Если вот в баню, это большая удача, что смогли сходить в баню, помыться. Приезжает сестра с города и помогает, и маме тоже до бани там пойти, и отцу тоже, и все такое. Ну, мама все так же ничего не видит, отец на ноги слаб, ну и уши тоже, ну, плохо слышит. Слава богу, что еще могут по дому немножко ходить, чуть-чуть. И это очень хорошо. Ну, чтобы в туалет и все такое самим чтобы делать. Вот. Слава богу, что живы. Что потом еще скажешь? Отцу 91, 92 год пошел, маме 1 октября 88. Пожилые. Так. Лола улыбается. Елена Гугневенко. Добрый вечер, Сергей. Вы молодец. Столько позитива в ваших роликах. Здравствуйте, Елена. Приятно, что смотрите. Ну, я не знаю, вот позитивно, не позитивно, но стараюсь как бы вести канал, чтобы, ну, бывают дни, когда мне грустно. Тогда видео не получаются такими. А вот мне сегодня, например, я очень такой, пока не устал, язык бодренький такой. Ну, стараюсь быть и на позитиве, это правда. Так. Убежал чат. И ее тут нет. Я вас познакомлю, если есть желание. Алексей, не хочу. Не хочу. Ты же знаешь, что я такой. Я уже Алексею вот Щербинову, да, говорил. Я не хочу давать интервью. Я бы не хотел обидеть Наталью. И тебя тоже не хотел обидеть. Не хочу обидеть. Отказом своим. Но не хочу. Потому что я буду спорить. Я такой человек, я сразу сначала в отрицание вхожу, а потом уже буду разбираться. Я не хочу обидеть, потому что в споре я могу обидеть кого-то. Просто не зная, могу обидеть. Вот. А рассказывать то, что было со мной, но в принципе все то же самое, что и с тобой. Просто чуть-чуть по-другому, но принцип одинаковый. И одно и то же давать интервью не хочется. Зрителям я писал, как и что я делал видео, как и что, почему я на коляске. А дальше не хочу. Ну, пока. Во всяком случае, пока. А вдруг и что-то и поменяется. А что знакомиться-то? Я ее знаю. Я иногда и захожу. Нет, да. Светлана я. Как можно грубить добрым людям? Побольше бы таких, и мир будет лучше. Ну, бывают люди разные. Многим, немногим. Некоторым может не нравиться Маша. Некоторым, даже в большинстве случаев, не нравлюсь я. Бывают такие. Но я думаю, что, вот как вы сказали, грубить не стоит. Как кот живет? У меня 2 кота, оба живут прекрасно. Лол. Так, Жанна Тайшина. Ссылочка на донаты активна. Сережа, с удовольствием смотрю на природу.
Спасибо за прогулки. На Дзене подписалась тоже. Пусть здоровье будет стабильным. Радуйте нас с вашими видео. Обняла вас с Машей. Спасибо большое, Жанна, за донат. Ну да, сейчас вот я поставил чисто одну ссылку. Она работает. Ставлю вместе там с номером карты со Сбербанка. Она не работает почему-то. Вот. А сейчас чисто одна ссылка, она работает. Ну и QR-код тоже должен работать. QR-код очень простой, кто иногда зрители смотрят через телевизор, и очень удобно. Телефон направил на телевизор и переходит на ссылку доната. Не надо искать там по ссылке и все такое. Спасибо большое еще раз, Жанна. Так, Максим, а второй кот есть еще, темно-черный. Не черный, а серый такой. Он сибирский кот. Тоже хорошо живет. Но он состарился, конечно, уже. Лущеет потихоньку. Лечим витаминами. Помните, я показывал на видео осенью, когда Маша клубнику убирала, он начал лущеть. И до сих пор еще лущеет. Витаминчики, все, противоглистовую терапию сделали, гистаминную терапию. Дальше от клещей это все сделали. Ничего не помогает. Сейчас витаминами начали. Ну, как сейчас. Где-то уже полмесяца уже витаминами тоже кормим. Что-то не останавливается. Лущеет. Как без штанов ходит. Смешно аж. Так, Марина Аннофрей. Сергей, Маша, добрый вечер. Я поражаюсь вашему здравомыслию и силе воли. Желаю только одного, чтобы Господь дал вам силы, веры, надежды и любви ваших близких. Пекла пирог с ягодами по вашему рецепту. Здравствуйте, Марина. Очень-очень приятно за ваши пожелания. Ну, дай Бог, чтобы все так и было. Вот. И очень приятно, что вот рецепт такой, простой рецепт. Там пирогов, вот этот пирог, который крайний, он больше на бисквит похож. Вот его бы разрезать еще пополам и пропитать. И будет настоящий торт. Очень, вкусный такой. А там пироги, я вот обожаю пироги с капустой. Пироги с рыбой люблю. Это все есть на канале, и кому интересно, вот смотрите наши, по-моему, северные пироги есть, рыбник там. Многим, конечно, это удивительно, что с рыбой, там, с костями едят пироги, но у нас так. Нина Крюкова. Добрый вечер, Сергей. Как ваш внучок растет? Наверное, разговаривает уже. Здравствуйте, Нина. Слава Богу, Янцикеден. Растет все потихоньку. Правда, сейчас уже вот уехали, там у него прививочки просрачивались, и все сделали там. Пока там Сыктывкаре еще, но растет, дай Бог ему здоровья, конечно. Потихоньку начинает гудить там баба да, мама да. Потихоньку все идет своим чередом. Вот так, Нина. Так, Диана Гливук, Анна Гливук. Спасибо, что не забываете, очень приятно. Правда, свалилось много проблем, только потихоньку их решила. Но старые друзья не забываются. Очень-очень приятно, Анна, что заходите. Так, Анисимова Ольга. Добрый вечер, Сергей и Машенька. Вы очень хорошие люди. От вас такой позитив исходит даже через экран. Смотрю вас всегда с удовольствием. Здоровья вам. Здравствуйте, Ольга. Очень-очень приятно вас видеть на стриме. На видео читаем ваши комментарии. И на стриме вдвойне приятно в онлайн смотреть. Знать, что вы на стриме. Очень-очень рады вам. Татьяна, Сергей, расскажите про ваши зимы. Так, Лол улыбается снова. Так. Что, Татьяна, про зиму рассказать? Зимы, вот сразу скажу, что зимы уже не те, что были раньше. Конечно же, при моей юности, где-то мне, когда было лет 15-17, даже в армию уходил, когда 18 лет. Там были такие морозы, туман стоял, мороз, да, от мороза сильного туман стоит. И под 50 были суровые зимы. И надолго морозец
наступает и долго, например, держится температура минус 40-45, он может держаться и неделю, и больше. Небольшой перерыв снова зарядить. А сейчас не те зимы. Сейчас уже в прошлый год сороковник, наверное, был один день, может быть, даже. Это разве, не то. Вот. Очень-очень изменился климат за последние годы. Конечно, с южными регионами более суровая зима и более длинная такая зима. Вот, например, у нас полноценная зима в ноябре уже. Это вот в этом году что-то вот никак не выпадет снег и морозы не наступают. А так, в ноябре, на ноябрьские праздники, на Дмитриев день, на Михайлов день, это 21 ноября, это уже настоящая лютая такая зима. Вот. Это уже настоящая лютая зима, и она продлевается до мая, буквально до мая. Вот это холодная зима. Даже в мае, в конце мая, даже в начале июня выпадает еще снег. Но это уже не зима, конечно, но холодно. Вот. А настоящая такая зима, март, вот казалось бы, как календарю весна, да, март это самая настоящая еще у нас ночью бывают некоторые годы и по 30 градусов мороза, это в марте даже. Вот такая у нас она длинная. А сейчас она длинная тоже, менее такая, не напрягает. Вот земля не так сильно промерзает. В то же самое время появляются болезни всякие тоже. Нету морозов, вирусы не погибают, не вредители на грядке от этой теплой зимы появляются, которых не было раньше. Вот. Это тоже, наверное, минус. Средняя температура может где-то 22, вот так. И что вам скажу еще? Например, я служил в Польше, да? Я служил в Свердловске. И зимы, да. Какие там зимы бывают? Например, в Свердловске, да? Там зима 15 градусов, да? Я там мерзну сильнее, чем у нас дома. Чем у нас в 40 градусов. Потому что там, я не знаю, сырой, что ли, вот этот... Я не знаю почему, но отличается холод у нас. Например, с Германией, можно сказать, вот у вас 20 градусов будет, а у нас это сравнимо... ощущения будут такие, как у нас, вот, например, в 40. Почему так, я не могу объяснить. Вот так. Для нас 20 градусов это такая нормальная, хорошая зима. Нету слякоти, нету пурги во время 20-градусных морозов. Вот так. Так, Лол пишет. Сергей, пожалуйста, расскажите, хотите продолжать и улучшать дрон для рыбалки? Хотите продолжать и улучшать дрон для рыбалки? Знаете что? Я в этом году на дроне не рыбачил. А почему? Потому что у меня вздулись аккумуляторы. 3 аккумулятора вздулись. Они даже не прицепляются к дрону. Не так раздулись. И как говорится, с одним аккумулятором не решился выехать. И еще с этой... сейчас запреты на полеты дронов, и не хочу. Не хочу попасть под нарушение, там штрафы действительно большие. Не хочу. Вот. Так, Татьяна пишет. Девочки, пожалуйста, давайте скинемся Сереже на подъемник, пожалуйста. Татьяна... Я уже сказал, что спасибо большое за пожелание, но пока вот не надо. Это дело времени. Это дело времени, и на данном этапе пока не хочу еще. Подъемник нужен, но вот именно объявлять сбор, это нужно все правильно сделать, это нужно отчеты делать, это нужно делать человечески. Не просто так, вот я хочу, давайте скидывайте мне деньги, а потом ни отчета, ничего, на честное слово это все. Нет, я хочу, вот на коляску собрал,
сделал страничку себе, загрузил туда и паспортные данные, и ПРА, что мне индивидуальная программа. Все правильно, что было, Татьяна. И каждый день были отчеты, сколько дали, куда. И дальше уже по истечении, как коляску приобрел, счет, все показал, что заплатил и все такое. Это делается правильно. А так с бухты-барахту не хочу. Чтобы потом оправдываться, говорить черное белым или белое черным не хочу. Надо сделать изначально все правильно. И это я свое мнение не поменяю. А за желание помочь, Татьяна, сердечно благодарю. Так, Анна Гливук, совершенно согласна с вами по поводу интервью. Тоже сталкивалась с подобным предложением, но никогда не соглашалась. Ну, так-то Наталья хорошие берет интервью, мне нравится слушать. Там даже дельные советы дают некоторые. Ну, я такой человек. Мне надо свыкнуться с этой мыслью, мне надо это принять, и очень долго. Мне нужно настроиться на это, я не могу так. Так, Людмила Вокуева, добрый вечер, смотрим вас с удовольствием, как пухлячок, внучок растет. Здоровья вам, вашим родителям, детям, главное, внуку здоровья. Здравствуйте, Людмила. Все в порядке, слава богу, Енцикаден. Все в порядке. Растем потихоньку, все своим чередом идет. Вот. Родители тоже, слава богу, живы. В таком возрасте живы, могут еще сами немножко за собой ухаживать и в здравом уме и светлой памяти. Как говорится, это и все. Ну, мне хочется, конечно же, давно не был в доме. Дома находятся, друзья, 15 метров, кто новые зрители, 15 метров друг друга. Но я не был там очень-очень много лет. Вот. Не могу подняться эту лестницу. Коляска не приспособлена. Ну, лестница такая прям крутая, пандуса там нету. Так, подводный дрон, магнитная рыбалка. Ну нет, Лола, это я не знаю, что такое. Никаких подводных дронов не хочу. Фанис Кабиров. Здравствуйте, мои дорогие. Фанис, приветствую. Добрый вечер. Очень приятно. Так, квас. Класс или квас. Не понимаю, лол. Так, Татьяна, наши зимы очень неприятные, промозглые из-за высокой влажности воздуха. При минус 3 мы уже дрожим от холода. Солнце в Германии тоже редкий гость. Ну вот я за вот ваш вывод, то, что высокая влажность, скорее всего. Но я в Польше был летом, и то там было очень влажно, да, зимой не было. Но мне рассказывали сослуживцы, которые там перезимовали зиму, говорят, очень холодно. Да, вот именно промозглые. Ты мерзнешь и все. Лол, лестница у вас как горка. Ну да, лестница очень-очень, ну действительно, там, если вы видели, тогда действительно, там горка такая крутая еще. Так, Андрей, привет, Сергей, почему вы перестали общаться с Олегом Арсеньевым? Ну это надо у Олега спрашивать, это у Олежки заморочки. Я с уважением к нему всегда отношусь и всегда с благодарностью. Уже как он со мной, немножко вот расскажу, как, я не знаю, наверное, что-то я сделал не так. Просто другого объяснения нет. Я не могу, я не знаю просто. Душа не знает, как говорится. У нас так говорят, что душа просто, душа не знает что-то вот. Ну, наверное, я знаю Олега, просто так он не будет обижаться. Наверное, что-то сделал, что ему не понравилось. Ну и я знаю одно, что если, например, вот я попросил чагу, лекарство для меня, он мне дал. Я очень много, он большой кусок такой давал, я очень долго пил.
И я ничего плохого об Олеге ничего не скажу. А то, что он не общается со мной, ну, я даже не знаю, откуда это выплыло в интернет. Ну, я не знаю, честно не знаю. Обиды нету никакой у меня. Это его заморочки. Так, лестница у вас как горка, да. Галина Дмитриева, приветствую вас, дорогие Сережа и Машенька. Вы очень классные. Пирог с творогом пеку почти каждый день. Спасибо вам огромное. Галина Дмитриева, здравствуйте. Здравствуйте. Очень-очень приятно, что вам рецепт понравился. Но все творожное мы тоже очень любим. Что печеньки, что вот эти пироги, что сырники, что вот эти сочники с творогом. Обожаю сочники. Прям вот. Ну, обожаю. Что все, что с творогом. А как собака Умка поживает? Ну, что ей тоже сделается? Сейчас на грядке все убрали. На грядке все убрали. И ей раздолье. Она бегает каждый день. Выпускаем. То до обеда, например, Айда погуляет. После обеда Умка или наоборот. Потому что вместе они дерутся. А так гуляет, далеко от дома не уходят. Она уже в таком возрасте, уже собаке уже 5-й год пошел. Конечно же, она уже, ну, как бы немножко перебесилась. Главное, чтобы не было приступов. И после приступа она не понимает, куда возвращаться. Главное, чтобы во время гулянки вот этого приступа не было. А так уже сейчас на цепь не сажаем. Вот как было, трос-то был на огороде, мы трос натягивали, и она по цепи туда-сюда бегала. Сейчас уже все. Пришло время, когда можно смело отпускать ее. И Айда то же самое. Айда вообще умница. Она никогда не идет. Так, Олег на своей волне. Ну, Фанис, давай не будем. Про Олега стрим мой. И кто там, где там, на какой волне живет, пускай. Мне как бы не интересно это. Неинтересно. Стрим мой, давайте общаться по сути. По нашей семье, по нашей жизни деревенской. Вот так. Галина, здравствуйте, опоздала. Всегда жду с нетерпением. Привет из Беларуси, здоровья и мира. Здравствуйте, Галина. Ничего, что опоздали, ничего страшного. Ну, еще тут посидим. Посидим, поговорим. Жаль, что вот я слышу, что приходят на Сбербанк сообщения, но не могу, потому что там открытый интернет. Там подключен интернет. Если я сейчас туда зайду, интернет выключится, и я не смогу стрим вести. Вот, и не хочется. Я потом по концу видео всем друзьям напишу спасибо. Так. Ольга Сошникова. Казахстан. Здравствуйте, Сергей. Долгих вам рассветов. У моего мужа такая же болезнь. Ему 59 лет. Уже 2 года как слег. Желаю вашей семье всех благ. Добрый вечер, Ольга. Спасибо, конечно, за такие добрые пожелания. Очень приятно. Но вот я вот как начал читать про вашего мужа, и как бы, наверное, что-то у меня и голос сразу немножко... Я понимаю вас. Я себя не жалею, я Машу жалею. То, что очень много выпадает на плечи, и я знаю, что вам тоже это выпадает. Ну, болезнь такая коварная, и я не знаю, все ведь есть, да, и главное, все есть, все конечности, но ничего не работает. Я и ругаюсь с ней, с этой болезнью. Я разговариваю как с ним, с болезнью разговариваю как с человеком. Иногда ругаю, иногда нормально разговариваю. Ну, как есть, то потом. А вам терпения, и вашему мужу тоже. 59 лет, на 7 лет старше меня всего-то. Вот так. Может, и меня тоже впереди это ждет.
очень много тоже уже провожу как бы лежачем положении, потому что поясница не выдерживает долгих сидушек. И тоже очень много. Так. Лол уже пишет там по-корейски или по-японски. Иванович. Местные мужики об Олеге говорят, что очень жадный, и с ним никто не держит. Удачи и здоровья Сергею и Машеньке. Дружит. Ну, не слушайте никого. Не слушайте. Вот я не хочу про Олега разговаривать. Вы все равно заводите этот разговор. Но я вам скажу так. Не говорите плохо о человеке, которого не знаете лично. Не говорите так. Не говорите никогда. Потому что я могу сказать об Олеге только хорошее. Ничего он мне плохого не делал никогда. Вот. И кто местный так говорит, тоже не сталкивался с ним, например, ну, по-серьезки. Вот. По-серьезки. А по-серьезки это значит, я скажу вам так, что если серьезно надо помочь, Олег всегда поможет. И не жадный он. Я вам говорю. Вот. И друзья у него есть. В том числе и я считаю его другом, хотя он не считает так. Вот так. Так что, Иванович, не делайте выводов, когда не знаете лично человека. Так, удачи и здоровья Сергею и Машеньке. Спасибо за пожелания. Так, Диана Глевок. Мне тоже интересно про Умку. Она же выросла на глазах. Хорошо, что она поумнела. Но Анна, да, она выросла на глазах у многих зрителей. Очень приятно, что мы ее выходили. Она очень больная. С первых дней мы лечили ее и лекарствами, и пичкали всеми средствами, но, как говорится, не стали убирать. Убивать, скажем своим словом, потому что деревенские законы такие, деревни не очень-то цацкаются с собаками, особенно больными. Собака больная, сразу как бы от нее избавляется. Нет, я сразу отвергли это, даже у нас с Машей мысли такого не было. А насчет того, что она поумнела, навряд ли она поумнела, просто такая же взбалмошная, когда домой заходит, такая же бесячая, но вот на улице более-менее так не уходит далеко. То есть, наверное, все-таки что, запомнила, что ли, свой двор, или что ли, я даже не могу сказать, почему она так переменилась. Ну и возраст, наверное, тоже. Светлана, я смотрю на вас и хочу сказать, какая Машенька молодец. Настоящая женщина и жена, здоровья и крепкого и терпения. Огромное спасибо, Светлана. Я только присоединяюсь к вашим пожеланиям Машеньке. Без Маши, конечно же, я ноль. Конечно же, я ноль. И все, что у меня в жизни есть, что дома есть, то, что здесь дом есть у меня, это все Маша. То, что счастье быть отцом, это тоже Маша. Как говорится, нечего тут добавить. А можно показать и заделать на стриме пирог. Я уговариваю Машу на готовку на стриме. Я очень этого уговариваю. Не знаю, когда это я смогу сделать, но надеюсь, что смогу. Надеюсь. Так. Надеюсь, что смогу. Так, Марина, мне очень понравился формат ролика, когда Катюша готовила творожные сосни. И в дополнение голос красивый и сама красавица. Все совпало. Ну и мне тоже нравится, потому что тот раз Катерина сказала, говорит, я говорю, Катюша, может, я говорю, это самое, я тебя сниму, как ты будешь сочник. Она приехала когда-то тогда и сочники готовит.
захотелось очень, говорю, я говорю, может, я поснимаю, говорит. Я, говорит, папа тебе предложил такой вариант. Вот она предложила, и многим понравилось. Но справедливости ради, Марина, скажу, что есть зрители, которым не понравилась такая подача тоже. Вот такое двоякое. Но лично мне, вот я с вами согласен, мне тоже очень понравился такой формат. Коротко, ясно, быстро сам рецепт, и можно еще показать там жизнь деревенскую. Такой формат очень тоже мне лично по душе. Светлана, какой вы правильный, не поддается на провокации. Ну, это не провокация, это, ну, говорят так. Говорят ведь много что, не надо всех слушать. Рафаэль, Фанис появился, салям Фанис из набережных Челнов. Ну, Фанис частенько у нас, но имеется на видео. Кстати, Фанис, напиши, как там осенняя охота, так еще и не спрашивал. Я бывший охотник, и все равно, хоть и уже ушел с этой темы и не охотничаю, но все равно я всегда в курсе, я спрашиваю у своих земляков, у своих родных. Вот. И ты тоже ведь, как бы, получается, свой уже. Я вас спрашивал, как прошла у вас охота в этот год, осенняя охота. Так, Людмила, привет из Удмуртии, из Ижевска. Только здоровья вам, без вас не сплю. Здравствуйте, здравствуйте. Большой привет в Удмуртию из Комы. Очень много близкого у нас с Удмуртией, с Комы, и языки, и еще очень много, как говорится, похожего. И блюда, вот. Все хочется, Людмила, конечно же, это не наше блюдо, перепечи, удмуртские перепечи. Но мне хочется испечь и попробовать настоящих. Получится, не получится, но вот попробую найти этот рецепт в интернете и все-таки посмотреть. Но вот у нас в основном шанги пекут. И с крупой тоже шанги и все такое. Перепечи тоже ведь с крупой, наверное. И вот мне хочется попробовать этих перепечей. Лол. А как живет Ваня, который редко появляется на видео? Может быть, дядя Ваня. Живет хорошо, дядя Ваня. Тоже свои дела. С моей сестрой Ниной ухаживает за моими родителями. И ягодный сезон еще. Очень много ягод. Ну, возит своих родных за ягодами тоже. Ну, и охотничает понемножку. Нормально так живет. Я бы не сказал, что плохо. Так, привет из Манчестера. Здравствуйте. Как же далеко. Здравствуйте, здравствуйте. Из республики Коми. Маргарита Димова. Привет из Псковщины. Рады вас видеть. Здравствуйте, Маргарита. Добрый вечер. Лилия Рове или Рове. Смотрю ваш канал с удовольствием. Очень приятно, Лилия. Елена П. Сергей, расскажите, пожалуйста, про своих дочерей. Где они живут? Чем занимаются? Спасибо. Елена, ну, у меня две дочки. Старшая Анастасия, ну, а младшая Екатерина. Катерина, я Катюшей зову. И оба уже взрослые. Вот, оба уже взрослые. Живут в Сыктывкаре. Старшая замужем, младшая еще не замужем. Но молодой человек есть. Вот. И что еще сказать? Оба они пошли по пути медработника. Старшая фельдшер, выучилась на фельдшера. Но она еще и психолог. Тоже психолог с высшим образованием, а еще выучилась на фельдшера. А младшая выучилась на медсестру. Работает тоже в Сыктывкаре. Старшая сейчас сидит по уходу за ребенком
тоже работает в Тукаре. А больше сказать-то и ничего, что потом. Вот так. Многие спрашивают, родные или дочки. Да, дочки родные, там можно же, наверное, как-то по лицу заметить. Многие спрашивают, ну, многие зрители смотрят и удивляются, ну, раз сижу на коляске, то, может быть, дети не свои, дети мои. Вот. Очень рано мы, как говорится, начали, ну, очень рано мы завели детей, но, ну и, наверное, самые тяжелые годы завели и строились одновременно, и, слава Богу, с Божьей помощью родителей наших, родных, все благополучно всех вырастили, выучили, как говорится, все хорошо. Вот так. Ирина Кузьмина, привет из Новосибирска. Смотрю у вас очень интересные видео. Здоровья вам, удачи. Здравствуйте, Ирина. Очень приятно. Рады вашему вниманию. Ну, надеюсь, и впредь будем, ну, постараемся хотя бы, во всяком случае, снимать. YouTube, конечно же, не очень дружит с нами теперь. Но мы стараемся выставлять и на Дзен тоже. Вы всегда можете найти наши ссылки на Дзен в описании под каждым видео, в первом закрепленном комментарии. Всегда на наш канал. Наш канал на Дзене называется «Серега Рассвет и деревенские заметки». Вот. Так, Рафаэль. Светлана, я тоже с Козерог, я его понимаю. Мы с Сергеем ровесники, очень вежливый, добрый. Ну, спасибо, Рафаэль. Так. Ну, насчет Козерогов. Насчет Козерогов, вот меня Маша иногда по-другому. Козерог, говорит, упрямый. Вот иногда мне так. Это Машенька. Так мне говорит. Сейчас немножко спинку отпустил, чтобы поясница не так сильно уставала. Так. Сколько уже? 1,5 часа уже сидим, да. А кто такой Герман? Герман — это мой внучатый племянник. У моей племянницы сын. Ну, внучатый племянник получается. Хороший парень. Вот так. Ну что, наши вопросы пореже стали, да? Так. Почти. Лол, может, напишешь, имя напишите, чтобы я мог это лол, да лол. Быстренько прочитали комментарии и все, ушли, да? Ну да. Я не могу там, некоторые долго читают это все, затягивают и все-то. Я не могу так. Я быстренько, чтобы каждому быстрому, потому что и так человек написал и ждет, а потом еще я, если буду тянуть там с ответом и это самое, ну, как-то так. Сейчас я подключу Powerbank, у меня телефон на разрядку пошел. Подключу. Сейчас Powerbank. А то смотрю, да. А быстро кушает. И микрофон кушает, к телефону подключен. Зарядку быстро кушает. Вот. Опа. Зарядка пошла, наверное, и не пошла.
А, не знаю. Сядет, так потом стрим выключим, да и все. Не включается. О, пошла зарядка. Все, пускай так идет, заряжается потихоньку. Так. Инна, добрый вечер. Как ваши родители поживают? Здравствуйте, Инна. Ну, так-то уже отвечал. Но скажу вам тоже, наверное, вы пропустили. Живы, и слава богу. По дому немножко передвигаются. Ну, все так же, мама не видит, а отец слаб на ноги. Ну, по дому немножко передвигаются. Здравый, ну, как говорится, в здравом уме. Это самое главное. В их годы это очень-очень важно. Так. Иванов. Ну, понятно, значит. Так. Жанна Тайшина. Сережа, а углем вы не отапливаетесь? Жанна, у нас углем, вообще в деревне углем никто не топит. Ну, вот там, кроме как котельник, да что-то. И то сейчас на пелеты перешли, потому что очень много кокса идет. И люди, которые живут возле котельных, жалуются. Ну, я вам скажу так, что дрова в наших условиях один из самых доступных и материалов для отопления. А уголь он такой. И в наших условиях наши печки не приспособлены для угля. Там нужно поддувало, там нужно, чтобы это все как бы надув или что-то там. Я просто не в курсе, как углем топят, но у нас так не делают. И знаете, вот я ведь не просто говорю, что дрова очень хороший вариант. Минимальный уход этой отопительной системы. То есть вот печку построили, дрова как? Один раз. Вы не думаете, что вот наши печки, они вот как углем, постоянно надо подбрасывать. Нет. Например, некоторые топят утром, некоторые вечером. Мы топим утром. Утром растопили. Ну, к примеру, где-то часиков 6 часов, да, утро растопили, да. Дальше, как появились угли, мелкие, ну, как появились угли, немножко вот эту задвижку в трубе уменьшаем, чтобы жар не так сильно выходил. Дальше, когда уже совсем очень маленькие угли будем, вообще задвижку закрываем, а для угарного газа есть отдельный выход. Открываем немножко, и все, печка нагревается. Все, через еще часок закрываем и эту задвижку, и все тепло в дом. И не надо ничего следить, ничего дальше топить не надо. Печка нагрелась, кирпичи нагрелись, кирпичи горячие. И это очень самый хороший вариант. А что там, не надо где-то там, чтобы труба прорвалась или еще что-то. А с углем постоянно надо топить. Потому что уголь, он такой, что вот когда ты растопил углем, ты не можешь закрыть задвижку. Надо постоянно топить, потому что ты, если закроешь, ты сразу как бы угарный газ, и не факт, что ты жив останешься. Вот так. Самый хороший вариант в наших условиях – это дрова. Не смотрите, что это, ну да, заниматься там, зола, сама заготовка дров – это очень трудная работа, но для нас вполне приемлемая пока. Главное, чтобы дрова еще были, и чтобы бригады работали. Когда ведь ты сам можешь, раньше эти дрова мы с отцом сами заготавливали прямо из стоячего леса, а сейчас же нам приходится покупать это все дело.
Главное, чтобы бригады еще лесные работали, поскольку у них техника есть. Это самое главное. Ну вот прошлый год 12 было, а сейчас в этом году, не знаю, вот 10 кубометров, просто ассортимента 12 тысяч. Плюс 4 распила и 4 раскол. Это 20 тысяч, считай, на 10 кубометров. Так, Светлана, сколько кубометров дров уходит на зиму? Светлана, ну, скажем так, кубов 15. Это у меня 15. Но мы покупаем, например, 3 машины, 3 пачки. 3 машины покупаем один раз в год. 1 год 3 машины, а на следующий год 2 машины покупаем. Вот. Где-то у нас на 2 дома уходит, например, вот и баня еще, считай, ну где-то кубов, может, вот 20-25, вот так уходит на зиму, на 2 дома. И потому что мы берем и заготавливаем все вместе, что в родительский дом, что в наш, и в баню заодно. Вот. Сколько кубометров дров уходит на зиму? Вот так это так. Иванов Герман, теперь я понял, Герман, надо было так и сразу и сказать. А то лол да лол. Жанна Тайшина, мы в Кузбассе на угле живем, им и отапливаемся. Я тоже в частном доме живу, но у нас дровами не топятся. Зимы холодные, как и у вас. Но у вас, наверное, все-таки типа котельная, не печка же. Наверное же котельная. Ну как, батарейки там, вот это все. И где-то стоит котел, и вы топите его углем. Это приемлемо. Но у нас и этот вариант. У нас тоже делают, у многих уже здесь котельные поставлены дома. Батарейки, регистры и все такое. Но все равно топим дровами, так как это доступный вариант. Самый большой. Некоторые пилетом топят. Пилетные котлы ставят. Некоторые ставят гибридные такие. Ну вот у моей дочки, она в Сыктывкаре живет, там уже газовый котел стоит. Очень удобно, говорит. Инна, здоровья вам и вашей семье. Спасибо большое, Инна. Настя Лапшина. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, добрый вечер. Иванов Герман, необходимый материал. Да. Так, сколько стоит 1 кубометр дров? У нас уже 1 кубометр 2000 колотых дров. Ну вот, я же сказал, Светлана, ну, наверное, позже написали. Так, у нас получается прошлый год, я за этот год не могу сказать, еще не покупали, прошлый год 12 тысяч, примерно 10 кубов пачка. Это ассортимент. Надо еще распил и раскол. Это 4,4, это 8. Получается 20 тысяч кубов. 20 тысяч 10 кубов. Ну, получается вот так тоже. 2000 колотых дров. Уже готовые дрова, только складывай на выходе. Так, Надежда Федченко. Скажите, а газ вам обещают провести? Нет, газа не будет, Надежда, и его не будет никогда. Ну вот, от слова совсем. Как бы это странно ни звучало, но этого не будет никогда. Каткросс вроде как в районный центр провели 100 километров от нас. Но до нас невыгодно. Это не перспективное село. У нас дороги нету асфальтированной даже. Нету и все. Что потом поделаешь? У вас отопление по дому? Нет, Светлана, у нас печки, 2 печки. Я как-то на видео так-то показывал, 2 печки. Вот сзади у меня там, видно, наверное, надеюсь, вот это одна печка, она эту комнату, вот у меня это комната такой, штаб здесь. У меня здесь компьютеры стоят, диванчик маленький, подъемник где стоит вот в углу, там видно около выключателя. Там вот сзади занавеской дверца, ну не дверца, а проход, проем, да, дверной. Там зала. Ну, зала как маленькая у нас, маленькие комнаты. А вот эта печка, вот залу и кухню согревает одна большая печка.
Уджитпач у нас называется. Ну, теплушка такая. А вот эту комнату и спальню согревают вот сзади, там вот у меня печка, так гардероб. Самое хорошее отопление печное в деревне, я так считаю. Надя Алиева. Добрый вечер, Сергей и Мария. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Добрый вечер. Так, ну да, Герман пишет. Татьяна Токарева. Добрый вечер из Архангельска. Здравствуйте. Привет вам большой соседям. Ну, можно сказать, что соседи. Хотя и между нами есть какое-то расстояние, но можно сказать, что соседи все равно. Так. Так, Иван Герман, псевдоним. Ну, я понял уже, Герман, понял. Светлана Я. Кто родителям топит печь? Маше, наверное, тяжело, надо дома. Ну, я уже говорил, что за родителями ухаживает дядя Ваня и моя сестра Нина. И сестра Раиса Ивановна, которая приезжает с города, она приезжает. Но вот постоянный уход все-таки лежит на плечах сестры Нины и дяди Вани. Вот они топят и все делают. Вот, ну, просто потому, что Маша на работе, и плюс еще у Маши... Ну, что тут правду скрывать? Называть надо своими именами, все дела, а обуза еще та, я. Вот так. Галина, Сергей, интересно знать, как вы с Машей познакомились, сколько дружили до свадьбы и сколько лет уже вместе. Ой, я много уже, Галина, рассказывал об этом нашей встрече, конечно, как мы познакомились и как стали жить вместе и все такое, и сколько лет уже вместе. Ну, коротко могу сказать, что мы с одного села. Маша, Да. ты меня спасла. Ты меня спасла. Прямо так и спасла. Ну, садись. Может, сядешь. Давай я тебе... Давайте микрофон тоже это самое. Не, микрофон дам. А, друзья, слышно Машу или нет? Она просто рядом с микрофоном, да тоже. Ну-ка, что-нибудь скажи, слышно или нет Машу? Напишите, пожалуйста. Если не слышно Машу, я ей микрофон дам. А если слышно, то одним микрофоном обойдемся. Вот так. Опять спрашивают, как мы познакомились и все такое. Вот. А мы знакомые, мы с одного села и со школы знакомые вместе, просто не общались. А после свадьбы, после армии уже как бы я приехал к ней, ну, заметил такую, за время службы такая подросла, красивая девушка такая, очень симпатичная, и по сердцу мне было приятно видеть и общаться с ней, и начали встречаться. И уже 31 год вместе. 32 год уже пошел. Ну, 31 год точно, и 32 пошел. Вот так. Так, голодно встречались до того, как стали жить вместе. Так. Потому что я еще училась. Школа. Мы ще не wiemy, co. Так. Настя Лапшина. Почему в этом году не было «Звени коса»? Ой, я пропустил. Так. Пропустил очень много. Так. И я вернусь к этому вопросу. Светлана Бегунова. Добрый вечер, Сергей и Мария. Как ваш внук? На покатушку больше не приезжал, ведь для нас внуки это радость. Ну, Маша, отвечай. Как внук? Ну, конечно, радость. Только ждали, наконец-то дождались внука. Это радость наша. Конечно, да. Они сейчас в городе, но мы скучаем очень. Должны, конечно, тоже приехать уже скоро, но вот ждем, даже не дождемся. Да.
Ну, как говорится, мы с молодожена вышли. У меня есть знакомый хороший, Петр. И он говорит, мы, говорит, что еще молодожены? Нету, говорит, ни внуков, ничего. Дети есть, внука никто не дарит, не подарит ни внука, ни внучку. Говорит, что еще мы, говорит, с женой молодожены. Шутит так. Так, Сергей Юрьев. Добрый вечер, Сергей и Мария. Снова попал на ваш стрим, смотрю из Еревана. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Очень приятно, что зашли. Давно уже не выходил, но я думал сегодня, наверное, я думал, это самое, человек, это самое, ну, может, 20 там наберется, и то, ну, хотя бы говоря, а вот смотрю, да, 126 человек. Это очень много для нашего канала, очень приятно, что не забыли наш канал, хотя и в условиях таких, что невозможно смотреть YouTube. Зоя Щукина. Привет вам из Саратовской области. Здравствуйте, Зоя. Здравствуйте. Так. Кстати, тут спрашивали, когда будете готовить с Машей во время стрима. Пирог, например, там испечь. Я говорю, я постоянно уговариваю Машу и надеюсь, когда-нибудь уговорю. Ну, будет время свободное. Снег выпадет, да, Давид? Но хотя снег выпадет, опять работа для Маши. Снег-то надо чистить. Ну, Тоже. Ну, по вечерам, вечера длинные зимы так-то. Ой, да, с 2 часов начинает. в горле темнеть, уже да, першит. Конечно. Давно так разговариваю уже, да. Так, да, раз. Так, Валентина Киселева. Как приятно смотреть и слушать вас. Пусть в вашем доме всегда будет тепло. Вы замечательные люди, храни вас Бог. Здоровья вам, Машенька такая хорошенькая. Спасибо. Очень-очень приятно. Я согласен насчет Машеньки. Машенька очень приятная. Так. Герман улыбается. Так, Настя Лапшина. Почему в этом году не было «Звени коса»? О, все, вернулся к Насте. Я не знаю. Я ждал. Я и не знал, что не будет. Я ждал. Потом где-то, наверное... Сказали, что Кыртайка, наверное, была в этом году. На праздник. Каждый год там. А Кыртайка, каждый да. год, да. Просто сказали, что мероприятие «Звени коса» будет теперь будет через год. Не каждый год, как раньше, а через год. То есть вот в этом году не было, а на следующий год будет. Я это узнал где-то, наверное, недели за 3 до этого. Я спросил, я говорю, будет в этом году «Звени коса», а мне сказали, что нет, говорит, не будет. Я говорю, а что мы делаем? Я тоже так-то хотел сходить, посмотреть там, людей посмотреть. Так, Светлана, слышно хорошо. Это насчет Маши. Маша, погромче говори, чтобы еще лучше слышно было. Так, Наталья. Добрый вечер, Сергей. Очень приятно смотреть ваши видео. Почаще снимайте, если можно, про свою жизнь. Здравствуйте, Наталья. Ну, у нас такой вот, я же говорил, что период такой, что у нас сейчас одно видео в неделю выходит. Но это временно, я надеюсь. Просто сейчас вот переходный такой период с осени на зиму. И зима не наступила никак, и на участке еще полно дел, тоже все равно. Нет, да что-то там возимся. Давайте. Я-то дома, а вот у Маши много работы. Часто поменьше. Да, ну, сейчас поменьше, но вот я и говорю, вот это межсезонье закончится, я думаю, что еще будем выкладывать и побольше. Ну и Маша, соответственно, будет, если ходить в гости, вот, например, вчера сходила в гости к маме. Да, Я честно скажу, друзья, давно уже дома у Лидии Кузьминичны, моей тещи, не снимали, и я попросил Машу. Я говорю, возьми камеру, поснимай. Людям будет интересно. Не только готовка, но и, кстати, мне Лидия Кузьминична блины прислала, такие опять вкусные, и я говорю, можно было блины поснимать. Вот.
А Марфуша как? Хорошо, она- Марфуша живет, да? Машина моя подъезжает, она уже сразу рвется, метет. Для тех, кто не знает, Марфуша это собачка, которую мы дали вот Алексею на охоту, чтобы охотилась. На охоту, надеюсь, наверное, брали же, да? Да. Ну, вот. Еще это я хотел, вернее, чтобы Маша снимала, но у Маши тоже быстро говорит, никогда. Так. Здравствуйте. Так, Милен Ранчев. Здравейте от Болгарии. Здравствуйте с Болгарии, скорее всего. Доброго вечера из Республики Коми. Кстати, у нас болгары, во время Советского Союза болгары, венгры здесь жили, здесь работали и здесь строили такие, до сих пор в Сосногорске хорошие здания остались, это все от болгар. И в Коми очень любят это любят и вспоминают с уважением это время. Очень-очень много доброго привезли болгары в Республике Коми. Ну, взамен лес валили, лес увозили. Так, Жанна. Ура, Маша, привет из Кузбасса. Привет. Вот. У вас есть телеграм-канал? Нет. У меня есть телеграм-канал, но мы не развиваем его. Надо собраться и тоже развивать. У вас, наверное, уже холодно. Да, Инна, холодно, но -1 сегодня, да? Сейчас, вот ночью -1, наверное, снежок -1. припорошил? Да, немножко. Снежок припорошил. Ну, он растает, это обязательно. Равис, Ромка, вы молодцы, здоровья вам и счастья. Спасибо большое. Вот как правильно, вот читать-то не умеем мы деревенские. Райвис. Так, Галина. Маша такая скромная, кроткая. Очень приятно, смотрю вас и получаю релакс. Маша классная хозяйка, еще у нее спорится и получается. Респект, Маша, тебе. Когда как. Не всегда же, конечно, получается. Это на видео у нас все. В смысле на видео все? Бывает, конечно, что иногда Ну, в каждой это семье есть такое. не получается. Но стараемся, да, стараюсь. Стараемся преодолевать все эти разногласия. Иногда получается. В большинстве получается. А иногда и тоже есть разногласия. Ну, бывает же разногласия. Это в каждой семье так. Я так считаю. А насчет хозяйки, это я 1000% еще добавлю, там 1000000%, что Маша, да, хорошая хозяйка. У Маши такие оригинальные, Светлана пишет, оригинальные рецепты всегда с изюминкой. Спасибо, Маша. Приятно очень. Асия Юносова, надо уже какую-нибудь вкуснятину с тыквой приготовить, диетически без сливочного масла. В этом году у меня тыквы нету. Я не сажала тыкву, так что у меня тыквы в этом году нету. В прошлом году ничего не делала. А вот с Германии, которую тыкву высылали, мне она понравилась. Она маленькая какая-то, и она, не такая вот, как вот этот арбуз. Она по-другому как-то. Вот она мне понравилась очень. Цукаты понравились, тыквы. Ой, какие вкусные цукаты, да ведь? Как конфетки. Так. Мальглёкшен. Умеешь прочитать? Я не умею. Хотя немецкий изучали в школе. Я только знаю Guten Tag. Плацнем, потому что я опаздывал. Вот это я запомнил, и Динплац, или как ее? Динплац. Как-то так. Ну, я тоже что-то мне говорили, я садился. Я знал, что надо мне садиться, я садился. У нас учила Елена Ивальдовна по немецкому. Очень хорошая преподавательница. Сейчас она в Германии проживает. У Маши классная руководительница. Да. Вот так. Так, дальше.
Привет с Германии, уважаемые Маша и Сергей. Вы такие классные. Вот. Спасибо. Не сумели прочитать ваше имя. Извиняйте. Глёхен. Глёхен. Умеешь прочитать? Ну, Кати. Так. Ну, Кати. Алексей наш Молодцы. друг. Маша, добрый вечер. Алексей, добрый вечер. Маша, отлично выглядишь. Повезло Сергею с Машей. Это он специально говорит. Это правда? Это правда, но он специально это указывает мне. Он просто хороший знакомый, и он дружески так меня подкалывает. Так, дальше. А что-то вопросы закончились? Вот. Повезло Сергею с Машей, и все. Тебе и вопросы. Так, что у нас там? Еще зрители есть. 131 человек. Очень хорошо, хотя уже поздновато. Так. Дальше читаем. Светлана, у меня очень много тыквы наросло. Далеко вы от нас. А так бы выслала. Ну, далеко, конечно, не надо уже. У меня еще кабачки лежат. Ничего, я сейчас кабачков еще не сделала. Кабачков не было, да, что-то еще и не Последнее сделали. время, да, много потом. Икру в этом году не делали, потому что прошлогодняя икра есть еще, да? Мгм. Да. Вот очень много сделала борщевой заправки. Но это мы уже показывали на видео, мы не стали показывать. Вот. Я так-то не очень ем сейчас в последнее время с проблемой с желудком эту борщевую заправку, потому что она с чесноком, там, с растительным маслом. Я вот свеклу налегаю на свежую свеклу, вареную свеклу. Маша не даст соврать, я ем ее, я не знаю, как корова, что ли. Ем совсем. Что есть там, что и ем. Хлеб есть, я с хлебом поем, просто чисто этой вареной свеклы. Есть рис с рисом, есть макароны есть, я с макаронами. Запросто. С пюрешкой, это сегодня с вареным картофелем. Просто вареный картофель и свекла. Вареная тоже. Так. Рафаэль пишет: ура! Мария появилась, рада видеть вас. Мгм. Так, Маргарита Яковлева, Пермь. Вот, друзья, приходят смс-ки, я боюсь там зайти в телефон. Там очень много уже, наверное, смс-ок, не знаю, сорвется, нет у меня. Это все, я боюсь даже, я боюсь даже заходить. На всякий случай зайду сейчас. Просто на Сбербанк там приходят смс-ки. Ой, если я сейчас выйду, там интересно, что будет. Интернета не будет. Что там? Ой. Блин. Как же так? Как же так? Как же так? Здесь вообще нет. Не открывает. Не могу прочитать и все, друзья. Но я вам обещал, что я напишу, потому что мне приходят смс-ки на Сбербанк, что донаты отправляете. Но прочитать не могу, потому что подсоединен интернет. Так, дальше что у нас тут? Мария Яковлева, Пермь и Краснокамск приветствуют.
Здравствуйте, Маргарита. Людмила Мальцева. Добрый вечер. Очень нравится ваше видео. Счастья вам, здоровья, всех благ. Храни вас Господь. Здравствуйте, Людмила. Очень приятно за ваши пожелания. Очень приятно. Валентина удалила сообщение, не успел прочитать. Галина. Большая работа предстоит вам с дровами. Сколько кубов уходит? Как вы храните кабачки? Сейчас Маша ответит на кабачки, а насчет дров я отвечу. 20 кубов в среднем. Ну, на 2 дома где-то 25 кубов надо. На 2 дома, потому что мы не разделяем родительский и наш. И да, работа немалая с дровами-то предстоит. Ну, а насчет кабачков, как хранит, Маша ответит? Хранить. Погромче. У меня все еще на веранде, она укрыта теплым толстым одеялом, пока там лежит. Но придется на что-нибудь все равно сделать. А на зиму я хранить я не оставляю. Все равно что-то да что-то делаю. Придется, наверное, какой-нибудь лечо или какой-нибудь салат все равно приготовить. Ну, очень вкусно получается вот этот Uncle Ben's. Мне нравится, если бы желудок не болел. Дальше, в свежем виде тоже я люблю. В свежем виде, если вот просто пожарить кубиками с яйцом или еще просто, ну, как рагу. Я тоже очень люблю, Маша так делает. Вот. Ну, я так часто, потому что сама. Икра кабачковая тоже нам нравится, как Маша вот делает икру кабачковую. Очень вкусно получается. Там больше... Так, опять что-то там. Аноним. Прислал донат. То есть неизвестный человек. Не написал кто. Ну, спасибо большое. Большое спасибо донату за помощь. Большое спасибо. Так. Ну, Маша сказала, что, Галина, что кабачки на зиму вот в свежем виде, а как хранить, они портятся, все равно давать. Надо что-то приготовить из консервации. Да, потому что у нас это... А как-то люди хранят, что ли? Наверное, нет. Мы не знаем. Мы лично... Я не храню. Я просто у меня пока со свеклой вот салаты да что-то делала, вот, а кабачки пока еще у меня лежат. Но придется сделать что-нибудь. Пока, ну, они у меня на веранде, там пока хранятся, и ничего, пока еще с ними все хорошо еще пока не сгнили. Так, Иван Пилипенко, привет из Казахстана. Здравствуйте, Иван, добрый вечер. Надежда Федченко, а если что-нибудь с ягодами приготовить вкусненькое? Надежда пишет. Это намек на готовку в прямом эфире. Ну, сегодня-то точно уже не будем, наверное, да? Не Сегодня готово. нет, конечно. Сегодня нет, да. Ну, в следующий раз как-нибудь. С ягодами Нужно подготовиться к этому заранее. Вот я же вам говорил, девочки, надо... Нет, надо придумать, что именно приготовить. А то, что едите, то и приготовим. Ничего там думать. А чего там думать? Там думать ничего. Самые простые, самые вкусные рецепты из простых блюд. Вот наши, вот самые простые. Рыба с картошкой. Вот простой рецепт, да? Что там удивительного, да? Рыба и картошка. А это очень вкусно. Если умеешь приготовить, вкусно делать. Дальше конечно. Шанги. Дальше простые пироги. Запеканка вот у Маши как торт, как пирожные. Вот это вкусно получилось. Там, правда, заморочка, но очень вкусно получилось. Помнишь запеканка-то, которая сверху еще дополнительно яично-сметанную смесью заливали? Очень вкусно. Это все есть на видео, друзья. Вот это можно повторить, да. Конечно. Так. И лайв. Здравствуйте, привет вам из Караганды. Всего вам доброго. Здравствуйте, Лидия. Добрый вечер вам. Караганду, Казахстан, если я не ошибаюсь. Светлана, добрый вечер, Сережа и Маша. Вы очень классно смотритесь, прекрасная пара. Машенька очень приятная женщина, и вы, Сережа, красавчик. Ой, меня кто-то похвалил.
Маше огромный респект за ее нелегкий труд. Обожаю вашу семью. Здравствуйте, Светлана. Спасибо за такие добрые слова. Вы меня как похвалили, мне приятно. Да, потому что очень приятно. А что, неприятно, что ли? Да, мне неприятно. Мне приятно, да. Так. Конечно же, как вы написали, Маша, огромный, не просто огромный, большущий респект. Валентина, здравствуйте, Маша и Сергей. Желаю всего самого наилучшего в вашей семье. И пусть все планы и мечты сбываются, Ленинградская область. Доброго вечера вам. Здравствуйте. Спасибо за пожелания. Дай Бог, что наши мечты, пускай... Но они, в принципе, исполнились уже так-то, что мечтали в молодости. Вот я знаю, Маша мечтала о семье, о доме, о работе. Ну, Это все есть. это все есть. Ну, она мне сама так рассказывала. Мгм. Ну, а я все ж таки тоже. Я хоть и не озвучиваю эти моменты, ну, мужчин, наверное, не очень-то так озвучивают эти моменты, но если бы я не мечтал о семье, о хорошей хозяйке, наверное, бы и не женился или что ли. Наверное, все-таки в мечтах это у каждого мужчины, настоящего мужчины, должно быть построить дом, жениться, построить дом, вырастить дочерей. Так, опять донат. Сейчас посмотрим, кто. Жанна. Жанна снова отправила донат. Большое-большое спасибо, Жанна. Огромное человеческое спасибо. Так. Так, Валентину прочитали. Алексей. На днях буду делать манник по вашему рецепту. Правда, не такой пышный, как у Маши, но рецепт зашел. Приятного аппетита, Алексей. Я знаю, что вы делаете с мамой, с бабушкой. И бабушка любит манник этот. Вы мне даже фотографии высылал этого манника. Очень-очень приятно, что рецепт вам понравился. Ну, вашей семье. Ну, и тебе тоже, в частности. Так, пеките на здоровье и добавляйте что-то свое тоже. Вот помню, пирог манник мы так назвали с творогом. Очень тоже вкусно, Алексей. Советую его попробовать. Ну, правда, подороже выйдет. Творог сейчас не маленькая цена. Где-то 200 грамм у нас где-то на рублей 100. Вот так. Так. Галина. Я приготовила делать запеканку. Кабачки, помидоры, лаваш, заливка из сметаны и сыра. Помидор совсем много, и хлеб не нужен. Хорошая запеканка. А вот нам очень бигус, вот он так-то не бигус, мы назвали его бигусом, но это такая запеканка. Капуста там, филе куриное, картошка, еще что-то у нас. Сыр, сметана. Мы назвали его бигусом. Ну, ингредиенты схожие, но там кое-что не хватает. Но она получается как запеканка. И вот эта запеканка, я так полюбил эту запеканку, Маша, очень вкусно. Вот как-нибудь тоже можно приготовить его на стриме. В небольшом количестве, чтобы съели и не было. Вот. Я очень обожаю такие вот, что из картофельной запеканки, что овощные запеканки тоже очень люблю. Люблю овощи в горшочках, очень люблю. И Маша тоже любит овощи. Горшочках давно уже не Да. бывали. Так, Вера Кривощекова. Добрый вечер. Кудымкар, Коми, Пермяцкий округ. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, так сказать, родне Коми. Коми, Пермяки наша родня. Один народ, но совершенно чуть-чуть разные, ну, языки чуть-чуть разные отличаются. Добрый вечер. Буррыт. Так, Галина приноровилась, а не приготовилась.
Так. Сталкер. Добрый вечер, Маша и Сережа. А вам сколько лет? Здравствуйте, Сталкер. Не знаю вашего имени. Маша, Я не знаю. а я предать или не предать? Предать или не предать? Так, мне, значит, 52 будет в декабре. Каждый год по-разному. Вот так я отвечу. 52 года мне будет в декабре, 23 декабря у нее будет 52 года. А Маша вот сказала, что каждый год по-разному. Ну, я это самое скажу, наверное, если Маша не будет совсем уже меня бить по губам. А сколько тебе лет? Вот я скажу, каждый год по-разному. 48. Маше 48. Да. 48 же. Да, 48. 76-го года. 76-го года, Маша. Я высчитал. Я не знал, сколько тебе лет, я высчитал. Сейчас. 76-го, и потом я высчитывал там. 72-го. Вот так. Так. Что там? Марина Онофрей. Кабачки заносим в дом, в прохладный угол, лежат где-то до февраля. Кожура у них становится как у тыквы. Я люблю щи с кабачком вместо картошки. А, мы вот кабачки так долго не храним. Нет, у нас почему-то они портятся, да ведь? Они портятся. Хоть и в холодном. У нас ведь подвал тоже холодный, но Тепло, наверное. все равно портится. Мы сразу что-нибудь изготовим. Ну, когда есть она в свежем виде тоже кушаем. Так, Галина, а красивые и добрые вы оба. Пусть все будет хорошо. Спасибо большое, Галина. Наташа Французова. Добрый вечер. Здравствуйте, Наташа. Рафаэль, Сергей, сегодня очень живой стрим. У тебя долго загружается, впереди десятки сообщений. Все соскучились по общению с тобой. Да? А мы только видим тут пару штук таких сообщений. Ну, очень хорошо. Значит, подъедут еще сообщения, будем отвечать. Живой, значит, хорошо. Приятно, когда не унываем мы, не унывает Маша и вы тоже. Ведь это очень большая поддержка, когда зритель общается. Потому что, вот, например, молчаливый стрим я категорически не могу вести. Есть люди, ведущие, которые болтают. Я смотрю, я говорю, как же можно так вот просто тему взять и разговаривать, хотя нету вопросов. А я не могу так. Нету вопросов, я сразу замолкаю, я не знаю. Ну вот, не очень развит речевой аппарат. Ну да. Вот. Дерзкий. Ну, все равно. Язык не так подвешен. Хотя некоторым зрителям и надоедаю во время готовки. Я уверен, многим хочется прийти, заткнуть мне, например, картошка или еще-нибудь рот. Что-то. Многие пишут, закрывай рот, пускай Маша сама говорит. Галина. Маша, у меня тоже кабачки лежат. Сними, пожалуйста, как будет заготавливать что-то из кабачков в зиму. Может, я приготовлю, глядя на вас. Ну, если меня Маша допустит к съемкам, это без проблем, Галина, я обещаю. Если не допустит, то, конечно же, я не смогу записать. Но у нас есть из кабачков видео заготовки икры, есть видео заготовки Uncle Ben's. На канале есть эти видео. И еще в свежем видео с дочкой Маши не было. А ты где была? В больнице или где? С Машей мы готовили, с Катюшей мы готовили кабачки с фаршем. Такие кругляшки. Очень вкусно получилось. И мне очень понравились. Вот. Но это в свежем виде пожарили. Вот. Дэн 78. Привет, друзья. Как погода? Зима на подходе. Здравствуйте, Дэн. Денис, наверное, скорее всего. Ну, погода-то что? Холодно. -1 сегодня. Но как такового снежного покрова нету. А нужен бы. Потому что без снега, вот если сейчас замерзнет, у нас вишенка маленькая, у нас арония, черноплодная рябина маленькая, смородину посадили осенью тоже.
Тоже не очень большая кустик. Может замерзнуть. А надо бы, чтобы немного снега выпало, а потом уже пускай подмораживает. Слякотная, мерзопакостная погода. Люди до сих пор некоторые ягоды собирают. Но до сегодняшнего дня, да, До сегодняшнего дня. До сих пор клюквы собрали. потому что вчера был снег, и на болоте, оказывается, снег не растаял. Там Нет, он не белым растаял, бело. да. Да. Так, Игорек Рогожин. Добрый вечер, Маша и Сережа. Как у вас дела? Как погода? Здравствуйте, Игорь. Добрый вечер. Давно с вами вот так не общались. Про погоду рассказали, вы, наверное, уже услышали. А дела-то как, Маша? Как у нас дела? Вот у нас с тобой как дела? Потихоньку идем. Ну что, домашние дела делаем. Дрова еще не привезли. Снегопойка еще не то, чтобы снег Едим. чистить. Так что домашняя работа только по дому. Сейчас какой потом? На огороде работы нету. Все. Смотрим друг на друга с утра до вечера. Хорошо, Игорь, неплохо. Игорь мой ровесник, тоже 72-го года. Так, Сергей Юрьев, почему-то сообщение удаляется мои, хотя спросил, печете ли вы хлеб дома или покупаете. Ой, я не знаю, Сергей, почему так происходит, но вот вы, если сообщение не вышло, не обижайтесь сразу. Может, как-то YouTube не пропускает. Вы перефразируете вопрос. Вот сейчас же вышло, да? Хлеб мы покупаем, но иной раз хочется домашнего хлеба. И печем тоже. И в иной раз очень хочется выпечки домашней, тоже печем дома. Ну вот именно шанги, там, пирожки и все такое. У нас в селе очень хорошая пекарня в колхозе. Именно на дровах. Не электричеством, не это. На дровах. Они пекут очень хороший и вкусный хлеб. Спасибо вот по случаю, спасибо скажу нашим хорошим пекарям, или как правильно назвать. Да. Девушка там работает. Девушка-пекарь, как? Пекарь тоже, да? Вот им большое-большое спасибо за то, что кормят вкусным хлебом все село. Очень-очень вкусный хлеб. И раньше, вот 90-е годы, 91-й там год, до 96-го года, наверное, все дома пекли хлеб. Обычно это мама моя делала. И нас тоже кормила этим хлебом. А потом вот появились, вот уже начали подниматься снова вот эти пекарни. И начали кормить. И очень вкусный хлеб. И не стоит того, что... Это ведь тоже очень трудно печь каждый день свежий хлеб. Это надо с вечера готовиться. Вот. Печет хлебушек домашний мама у Маши, Лидия Кузьминична. Пекут ведь не на один день. Приносит это, ну... На 2 дня. Ну, Через 2 дня мама пекут. каждый день моя пекла. У нас-то нет. Да. У Маши мама печет хороший хлебушек, мягкий, даже через 3 дня он такой же мягкий, как будто он свежий. Но тоже, она тоже покупает это как бы время от времени, потому что когда скучаем по домашнему хлебушку. Вот. А так, как уже говорил, самый настоящий тоже домашний хлеб получается у нас в пекарне, потому что там печка на дровах. Вот как у нас дома получается, там же и очень замечательный хлебушек. И подовый тоже пекут они, и выпечку пекут, и буханочный, вот, который в буханках. И ржаной у нас называется дарницкий хлеб. И белый высшего сорта, и подовый тоже высшего сорта. Подовый это круглый такой хлеб. Все у нас на дровяной печке делают наши в деревне. Очень вкусно. Жанна Тайшина, Машенька, Сергей, красивые, позитивные, с любовью к вашей семье и из Сибири. Спасибо, Жанна. Очень-очень приятно за ваше такое доброе внимание. Светлана, это я вас хвалю. Вы этого достойны. Привет вам из Мордовии, Саранск. Спасибо большое, Светлана. Кстати, Мордовия тоже финно-угорская группа народов, тоже родня. Удмурты, Мордовы, Мордва, Удмурты. Так,
Я не знаю, вот с Мордовой есть ли нет с мордвинами слова похожие с коми. Вот этого я не знаю. Ивета Зогова. Привет вам с Челябинской области. Какие вы добрые, позитивные, здоровья и всего вам доброго. Здравствуйте, Ивета. Такое красивое имя, да? Ивета. Здравствуйте вам. С Республики Коми большой-большой привет. Челябинской области. Не был в Челябинской области. Максимально приближался к Челябинску. Это был Свердловский. И Свердловская область, Елань, я там служил. С Челябинска были пацаны, служили, и к ним часто родители приезжали, говорили, что там близко все. Так, Иванов Герман, доброго вечера. Ну, Герман, мы уже с тобой, наверное, раз 10 или 20 здоровались. Так, Рая Юдина, доброго вечера, дорогие, хорошо сидим. Здравствуйте, Раиса. Да, хорошо сидим. Как говорится, Маша, хорошо сидим? Хорошо. Так, Любовь Николаева, Панькова. Привет вам с Чувашии. С удовольствием вас смотрю. Здравствуйте, Любовь. Очень приятно за ваше внимание такое. Ну и мы рады, что вы заходите, друзья, и общаетесь с нами. Ведь это очень приятно и очень такая поддержка общения. Так, Наталья Фоменюк, Елань, знакомо, сын там служил. Да, сейчас Елань как-то в интернете заходил, свою часть смотрел, свою казарму смотрел. Ну, там поменялось все, конечно, уже. И плац уже совсем другой, и ограждения все другие, столовку свою видел. Вот, ностальгия все равно есть какая-то. Да. Ты уходишь, но тогда говори до свидания или что-нибудь. Маша устала, так? У меня еще дела. Дела, ну скажи до свидания. И ты подойдешь еще? Ну, сказала, что еще немножко подойдет. А ты мне это самое, может, водички принесешь? Нет? Чай. Ну, чай с трубочкой. Угу. Я глотну, а то у меня горше стало першить. В горле. Я уже на это самое кыдьяроч у нас называется. Горш это горло, и я уже одно слово по-коми сказал, а другое слово по-русски. Уже так уже начинаю. Так, Сергей Юрьев. Сергей, у вас в деревне есть клуб, библиотека, церковь? Сейчас Маша это самое чай попить принесет. Да, у нас остановимся, давайте немножко на этом. Есть в селе, ну вот, я проживаю в деревне, то есть деревня Боровск. Есть село Нившира, такое большое, намного больше нашей деревни, но это все слилось, да, и на картах уже нету нашей деревеньки, но как бы я это указываю постоянно. Деревня Боровск. Я из деревни Боровск, Сергей из деревни Боровск. А вот в самом селе есть церковь, храм, большой храм. Мы показывали, и службу я снимал внутри. На 8 октября 2021 года ездили на службу. 8 октября – это день Сергея Радонежского. День, по-моему, когда он умер. День поминания, по-моему, Сергея Радонежского. И мы ходили на службу, я с камерой ходил и снимал внутри и пение, и все такое. Храм хороший, храм красивый очень. Храм Василия Великого. Построил этот храм, вернее, он нанимал работников и все такое, руководил всей этой стройкой, организовал эту стройку, и меценатом был Василий Михайлов с нашего села. Он сейчас, правда, проживает в Латвии, но он вот этот храм построил для села. И службы ведутся по праздникам, и священнослужитель, батюшка есть, и есть гостиница при храме
есть такой комплекс, и еще там есть. Вот, все красивенько. И храм находится на очень большой горе, и со всего, везде, со всего села видно этот храм. Почему я немножко вот так приунуло, немножко вот рассказываю, и мне немножко в горле вот подхватывает то, что очень мало людей ходит в этот храм. Вот есть некоторые даже противники этого храма. Вот я, конечно, их не понимаю, но я не против. Конечно же, вот они говорят, что лучше уже построили бы дорогу, или там больницу, или еще что-то для народа. Я не против этого. Ну а душевное лечение тоже надо. Но многие этого не понимают. Не знаю, но вот мне немножко неприятно, что сам-то я не могу ходить. Это как бы не отмазка, конечно, но в душе я вот очень надеюсь, чтобы, например, каждые церковные праздники, чтобы как раньше очень много было народу. Например, в воскресенье, чтобы ходили. Вот есть у нас в селе Ульяново монастырь, Ульяновский монастырь. И там очень много паломников приходят в этот монастырь. По рассказам. Я не ездил еще, надо бы тоже съездить, посмотреть. Ну, мои родственники ездят и говорят, очень много там туда паломников приходят. И я бы хотел, чтобы в нашем храме тоже очень много было прихожан, хотя бы сначала наших местных деревенских. Ну вот по рассказам я спрашиваю, и сколько, например, на Покров было. Человек, наверное, 10, говорят, было. А село, как минимум, где-то человек 1000-то есть. Ну, это вместе с ребятами, и с маленькими, и все такое, но из 1000 хотя бы 100 человек могли бы прийти, да ведь. Вот Маша сходила в церковь тогда. Как раз выходная была, да. Клуб тоже есть. Это уже еще с советских времен такой построили. Я еще маленький был, там новый клуб построили. Почту при моей молодости построили. Клуб тоже есть. Есть люди, которые, ну, как бы с активной жизненной позицией ведут концерты, делают концерты, готовят к новогодние праздники, праздники к Дням Победы и все такое. Ну, все как обычно, деревенские такие посиделки, что ли. Очень интересно. Библиотека. Библиотека тоже при этом клубе есть. Такая хорошие работники. Сейчас она, библиотека, очень развитая, современная, с компьютерными технологиями и всем таким. И работники там соответствующие, очень-очень приятные. И моя одноклассница еще там работает, Татьяна Юрьевна работает. Так что ничего вот плохого, все есть. Как бы все есть. Правда, кинотеатра нету уже давно. Кинотеатр убрали с этого клуба. Ну, невыгодно, наверное, стало или что ли. Ну, остальное все есть. Иванов Герман, скоро снег придется чистить. Да, Герман, готов лопату. Наталья Бурина, рада вас видеть. Машенька, у вас чудные пироги получаются. Ну, Маша шла, ну, спасибо большое. Да, я с вами согласен. Я вот привык к машинной готовке. Очень люблю, обожаю. Рогожин Игорь. Помнишь, Сережа, ты говорил, что летом придет подруга Машина. Хочу спросить, приезжала? Как у тебя? Нет, она поздно приехала, и за ягодами они вместе так и не смогли сходить. За грибами нет, не смогли, потому что у Маши, когда был отпуск,
Она не приезжала, потом у нее отпуск у подруги. Отпуск был, но уже Маша работала, и так они не смогли потом сходить за ягоды, ну, по ягоды и по грибы. Они обещали друг другу обещали сходить за грибами, но так не получилось. Как у тебя работает YouTube? Ну, YouTube так, с грехом пополам. Ну, Теле2 еще так немножко так тянет. Ну, тоже слабенько уже. Но я не знаю, вот вы сейчас смотрите, как стрим идет. Если стрим идет, то не заикается ничего, так значит это нормально. Вот. Маша, кстати, тоже после бани. Светлана, я уже читаю ваш комментарий. Я убегала в баню, приятно удивлена, что вы до сих пор, что вы здесь до сих пор. Но с легким паром вас, Светлана. Я днем попарился, а Маша вот вечером тоже так и не сказал тебе с легким паром, Маша. С этим стримом так и забыл. Сейчас я выпью, у меня здесь... Ой. Да, стоит хорошо, идет без прерывания. Ну и хорошо. Это по стриму Сергей пишет. Просто я уже сегодня не надеялся, я просто запустил стрим. Думаю, если будет плохое качество стрима и скорость будет тормозить там, ну и выключись. А потом на удивление смотрю, да и тянет нормально. И решил, Маша говорит, выходи, зрители уже скучают, наверное. И... Но действительно, долго уже мы не выходили. А летом, товарищи, мне можно же на улице давать стрим вести. Просто вышел на огород, да, прямую трансляцию делать, да, вот. Тоже вот ленюсь. Не то, что лень. А просто, ну, тоже не так просто, вот просто кнопку нажал и стрим запустить. Мне как бы тоже рука, когда не работает. Маша, это сделай. Маша, это тут нажми. Маша, здесь закрути. А потом Маша придет и мотыгай по лбу. Пум. Скажет, не до тебя, не до ее стрима, а мне нужно огородом заниматься. Вот. Все, ну, говори тогда до свидания. Да. Всем до свидания. Всем доброй ночи. Ну, я пошла. Ну, Маша сказала, что, говорит, мне надо посуду помыть еще и на ночь приготовиться, там еще такое. А завтра воскресенье, ну, Маша на работу. Да. Не на работу. Так, вы давай. сидите, разговариваетесь, общайтесь. Все, всем пока. Меня будешь ждать? Так. Все прекрасно видим и слышим. Хорошо. Светлана пишет. Это очень хорошо. Стрим, да. Светлана, давай, Машенька, завтра что-нибудь вкусненькое. Завтра у нас воскресенье. Светлана, наверное, я чуть-чуть вас расстрою, но видео выйдет в среду. Видео выйдет в среду, потому что очень долго надо закачивать это видео. Вот. И не получится там на завтра. Но на Дзене выйдет в понедельник. В 5 часов вечера обычно выходит на Дзене. На Дзене видео выйдет в понедельник. Вот если вам не так принципиально, где смотреть, вы, пожалуйста, можете посмотреть на Дзене. Но это не наши условия. Не подумайте так, ради бога. Это просто так обстоятельства так вот сложились, и вот так выходят видео. Я бы с удовольствием хоть каждый день выкладывать. Так.
Игорек Рогожин. Как, Машенька, колени после операции не болят? Сережа, как твое здоровье? Ну, Маша ушла, я скажу, что суставы Машеньку подводят, конечно. Недавно на уколах уколы сделали, витаминки проколола, витаминки попила. И вроде сейчас немножко легче стало. Ну, а я все по-старому. Старая болезнь никуда не девается, Игорь, а новые прибавляются. Но я не стараюсь об этом, конечно, говорить. Не знаю, как на видео, я похудевший, не похудевший. Просто сейчас или это камера, я смотрю, да что-то не очень-то худой, а летом очень вообще желудок, наверное, думаю, прилипнет к позвоночнику. Я сильно худел. Перспективы не радуют, конечно, с анализами. Вот. Так, Людмила Мартемьяновна, удачи вам. Спасибо большое, Людмила. Доброй ночи, Герман. Светлана, я. Подождем на Дзене, будем смотреть. Хорошо, Светлана. В понедельник видео будет. Если не будет никаких приключений там, конечно. Анна Гливу. Добрый вечер, Машенька. Очень рада вас видеть. Ну вот, сообщения, наверное, попозже выходят и вот опаздывают, наверное, запаздывают с этим ютубом. Успела Машенька уйти, но если я крикну, Маша, тебе привет от Анны Гливук. Анна Гливук, постоянная наша зрительница. Тоже большой привет от Маши. Она на кухне просто там посуду моет. Вот. Вот так и, как говорится, снова, ну, пообщались, и мне очень приятно стало. И надеюсь, вы тоже не будете, ну, отрицательных чувств не испытаете. Так. Сергей, а летом день деревни у вас проводится? Если да, то какая программа обычно? Ну вот, День села, у нас есть такой праздник, раньше День села отмечали. Обычно День села у нас отмечали вот, День Николая Чудотворца вот по церковному календарю 22 мая, да ведь? Ну, еще зимний есть там 19 декабря. Ну, вот 22 мая. Это... А у нас еще есть праздник этот Николая Чудотворца двигается, то есть не постоянно число. День Николая Чудотворца. В этот день что-то случалось с селом очень давно. Что-то нехорошее случалось, и после этого случая горело, наверное, село, и после этого очень много молились Николаю Чудотворцу, и вот этот день, он отмечается, этот день. Этот день ходит по Пасхе как-то тоже. Вот обычно в этот день отмечали этот день села. Ну как, раньше очень было шикарно отмечали. И весело было, и возле реки там еще такое мероприятие классно делали. Сейчас что-то я не помню, что отмечали День села. Давно уже. Никаких. Вот есть праздник «Звени коса». Каждый год делали, и сейчас тоже сделали через год. Вот этот праздник... Вот этот делают праздники. А вот День села я не помню, чтобы День села именно был и отметили этот праздник. Уже давно. А каких-то там особенных программ, ну раньше было и концерты были, и мероприятия спортивные, и все такое было. И тоже ведь любые праздники. 9 мая очень шикарно отмечалось. В апреле, потому что у нас зима поздняя, ну, тянется долго. И раньше в апреле делали прямая юность и проводы зимы,
такие же веселые эти были дни. Ну, этот день был такой веселый. Мы ждали этого. На лошадях, на санях катались, игрались. Выпечка всякая очень разная, вкусная. Разные шутки, прибаутки, концерты, соревнования. Там на столбы залезали. Ну, масленицу это всякое все жгли. Как же это было очень... Сейчас есть какие-то, тоже провожают масленицу, но не такой размах. Нет, не такой размах. И 9 мая тоже не очень так... раньше эти эстафеты, соревнования, тоже всякие игровиков и эти соревнования, эстафеты всякие со школьниками, с каждого предприятия были представители. Как же это было весело. Я сам бегал, каждую эстафету бегал довольно-таки хорошо. Я не хвалюсь, но я серьезно говорю, я очень хороший был, так сказать. И что вот именно в беге я не уступал, можно сказать, редко кому уступал, если честно. Сверстникам так никому не уступал. А вот на лыжах мне было тяжело. Наверное, оттуда уже где-то чувствовалась вот эта внутри какая-то болячка. Вот. Так, Светлана, пойду пить чай после баньки. Муж зовет, спрашивает, ты с каким мужчиной общаешься. Тоже слушает эфир, привет передает. Приветствую, муж Светланы. Привет, привет большой. Вот. Ну, приятного чаепития, добрых вечеров вам с мужем. Вася Буранная. Сергей, огромный привет тебе, привет из Молдавии, здоровья тебе и благополучия. Здравствуйте, Василий. Такое приятная фамилия Буранная, ну, молдовская, да, фамилия. Мне очень нравится, мне акцент ваш нравится. У нас есть молдаване, живут. Рожка, фамилия Рожка, Рожка Степан. Рожка Нина, жена у него. И у них своеобразный акцент такой. Ну, молдаванский, они по-русски разговаривают. И такой, я не знаю, вот многие же живут, да, многие народы есть. Но мне приятен вот именно молдаванский акцент. Он как-то мягкий такой, по-русски разговаривает. Я заслушиваю всегда Степана, когда с ним разговариваем вообще. Спасибо большое, Василий, за пожелание. Светлана, это везде так. Раньше веселее жили, потому что не было интернета, а сами себя развлекали. Ну, я не знаю, можно же ведь, наверное, как-то интернетом, вот, например, тот же самый праздник села. Интернет же этому не помеха, да ведь. Сделали День села, отпраздновали хорошенько все, концерт, люди пришли, мотивировали людей, чтобы они пришли. Вот. И очень, скорее всего, наверное, не от интернета, Светлана, зависит, а от людей зависит. Так. Ну, раньше, я не знаю, раньше вот, действительно, раньше жизнь кипела. Вот вспоминаешь, да? Утро в деревне, вспоминаешь. Сейчас это все, сейчас вот скажу сначала, что сейчас. Что утро в деревне? Встал, у тебя петух не поет, корова не мычит, овцы не блеют, тишина. Собака лает, и то хорошо. А раньше, например, я выходил утром, да ведь, проводить корову. Ты еще спишь, идешь за коровой. А корова, если остановится, ты же спишь, идешь и спишь на автопилоте, и в задницу коровы так стукаешься. Вот. Сколько коров у местных, ну, именно в моем деревне, 100 с лишним коров было. Вот это подворье. Вместе с телятами и все такое. Еще это мычат. Дальше идет совхозовское стадо, колхозовское стадо. То есть Газпромхоз тогда у нас был. Не совхоз, не колхоз, а Газпромхоз. Стадо идет, да? Стадо это, наверное, растянулось на пару километров. Вот такое большое стадо было. И пыль до
обеда это не ущадится в деревне. Все это мычат, все это овцы. Выпускают их весной и осенью собирают. Они живут сами по себе под амбарами. Вот. Так приятно было. И пойдешь, например, в лесопункт, там жизнь кипит вообще, там рабочие машины приезжают, 3 машины приезжают с рабочими, дальше та бригада, лесовозы круглый год, есть возят эти не ассортименты, а хлыстовозы. Дальше на реке сплав идет, там батя работает на сплаву, ты ему помогаешь там. Дальше наступает сенокос, месяц пролетает как будто на раз-два. Дальше это сено надо привезти, потом зима, охота, все это осенью, здесь на избушку идем в тайгу, ягоды собираем, еще что-то. Вот жизнь кипела. Вот это жизнь была. В совхозе там, когда во время заготовок работают и зарплаты получали, в лесопункте на сплаву деньги получали 600-800 рублей, это огромные деньги были. И тот же самый в совхозе, когда заготовка силоса идут, заготовка кормов, деньги огромные получали, и работников хватало. Попробуй ты безработица. Какая безработица? Ты что? Посадят тебя за тунеядство. Вот какая жизнь была раньше. Сейчас не то. А почему это и кто это должен исправить, я не могу сказать. И не получится у меня этого. Я не стратег в этом деле. Знаю одно, что надо что-то делать, но много же и умных людей, которые тоже не знают этого. Так, Диана написала, но я прочитаю. Давно хотела сказать, что Маша очень похожа на Ядвигу Поплавскую, певицу из Белоруссии. Маша, слышишь? Ядвига Поплавская. Какую песню пела? Стиханов или Ядвига Поплавская, она это пела песню, наверное. С мужем-то пели. Очень красивая женщина. Да. Мужа уже нету, наверное, у Ядвиги Поплавской. Песню не вспомнил. Очень известные песни. Малиновку они же пели. Малиновки заслышен голосок. Да, Маша? Вот. Вася Бурана. Сергей, огромный тебе привет из Молдавии. Здоровья тебе и благополучия. Спасибо большое, Василий. Это везде так, Светлана пишет. Раньше веселее жили, потому что не было интернета. Сами себе это я уже прочитала. Давно хотела сказать. Это тоже прочитала. Так, Светлана, я библиотекарь. И вижу, что мало стали читать. Дети говорят, что все в телефоне найдем, что надо. Это очень печально. Но с этим, да, с этим я соглашусь с вами, Светлана. И более того, скажу, что вот информацию с интернета они берут, не фильтруя, и очень много негативной информации идет. Вот это очень плохой минус. Ладно бы они взяли информацию, которая для них была, для их развития, для их психики, в плане роста и все такого полезная была. А это же все и уродует. Некоторая информация калечит детские умы, так сказать. Вот это очень печально. Марина Анна Фрей. Моя фамилия тоже молдаванская. Папа был чистый молдаванин. А я хотел сказать Марина, но уже потом что-то не решился. Очень хорошо. Светлана, у нас раньше в селе 2 стада было, по 300 коров, а сейчас на все село 20 наберет. Вот так и есть. Ужас.
И коз раньше очень много было, а вот сейчас вот внучок-то приезжал, и мы искали козье молоко. Ну, правда, у родственников нашлось коза одна. И выручили. Ну и знакомые тоже здесь в деревне козу держат и для себя, и тоже выручили. Но а так по всему селу, как ни пытались, наверное, 2 коровы или 1 корова даже. И еще 1 корова в Алексеевке, говорят. И все, коров нету. Кошмар. Я вот я так говорю, да, и я пытаюсь себя оправдывать тем, что я вот на коляске, и я не могу этого содержать. Я честно скажу, я даже не знаю, я бы держал, может быть, даже держал какую-то скотину, там порося или птицу какую-нибудь. Но мне кажется, гусей и индюков держать. Но я бы даже не знаю, я бы даже держал бы или нет корову, потому что ты привязываешься. Очень многие сейчас не держат скотину, потому что это как привязка к дому. Никуда нельзя уезжать. И все такое. Может быть, из-за этого надо... И лучше покупают в магазине молоко, хотя это молоком-то трудно назвать. Но дети привыкли всему магазинскому. Даже вот, например, привыкли они к покупным котлетам. Уже многие это говорили мне. Вот, и дети привыкли к покупным котлетам и покупным пельменям, да. И вот делают домашние пельмени. Это-то мы понимаем, что это небо и земля. А они не едят домашние. Говорит, ну вот, например, не так ароматные, не так, не то. Давайте мне те котлеты. Давайте мне те котлеты по наименованиям говорят. Вот так привыкшие. Вот. И поэтому, наверное, не знаю, есть некоторые, которые держат еще именно телят, бычка, там порося, птицу, кролика держат. Перепелов здесь еще держат некоторые. Вот. Так, люди, вы где? А то я не могу уйти чай пить. Кто поддержит разговор? Да, приятного чаепития, Светлана. Идите, пейте. Время поменялось на 100% и уже вряд ли вернется. Ну, кто знает. Кто знает. Люди, на 108 человек. Люди есть. Здесь все... Так. Угу. Все, наверное, устали уже. Уже разговариваем. Скоро 3 часа будет. Скоро 3 часа будет. Тоже, наверное, устали. Так, Светлана, уж может... Светлане пишет Марина, уж может отпустим Сергея отдыхать. Сколько времени уже в эфире, вон горлышко уже першит. Друзья, я могу разговаривать. Во-первых, сидячая жизнь для меня привычная. Я могу сидеть и... Самый максимум я сидел, наверное, 18 часов. 18 часов, сидя в коляске, я могу сидеть. А стрим я максимум вел, наверное, 5 часов где-то. 5 часов стрима. Многие еще опаздывают, и многие еще хотят общаться. Я не против, я только за. Если вот, например, я устану, я вам скажу.
Так, Людмила Шумакова. Добрый вечер, Сергей и Маша. Давно не видела вас. Лето, урожай, сборы. Я рада вас видеть. Здоровья вам. Здравствуйте, Людмила. Добрый вечер. Да, лето, урожай, сборы. У нас то же самое. Урожай. Урожай, кстати, неплохой в этом году. Что на огороде, что в лесу. А вот насчет охоты чуть-чуть поменьше было. Сергей Юрьевич. Сергей, а расскажите, пожалуйста, какие народные промыслы из Комы вам нравятся? Промыслы в плане... Ну вот не русский я, да? И вот бы чуть-чуть бы пообширнее взяли это слово промыслы, ну, расширили бы, мне объяснили бы именно конкретно промыслы слова. Вот скажи, да, дурной человек, не знает, что такое слово промыслы. Какие занятия из Комы или что, например, из Комы? Вообще, Сергей, я скажу так, я из семьи охотника. Ну вот, ремесла. Есть семьи, где очень хорошие плотники есть, столяра, ремонтники, там еще что-то. Но я из семьи охотника. И с детства мне прививали охоту по дедовским путикам, охоту на дедовские снасти, охоту на, ну, что боровую дичь, что на зверя, что на пушнину. Вот это мне по душе. Но последние годы как-то у меня вот этот инстинкт немножко пропал. И мне сейчас вот жалко, очень жалко, когда ловят куницу, ловят белку, ловят ту же самую дичь, которую я с удовольствием кушаю, эту дичь. Вот. Что утку, что боровую дичь. Вот. Что зайца, что лосиное мясо, что еще что-то. Глухаря, тетерева, рябчика. Очень обожаю вот это все. И мы из этой семьи, и нам это по душе. И я все время, все равно хоть и не охочусь, я этим увлекаюсь. Спрашиваю, интересуюсь. И мне вот это нравится. А очень много, ну, конечно же, очень классные есть плотники, которые делают, ну вот, и резную все делают, но мало, конечно, их уже осталось. Вот. Дальше есть... Сейчас вот уже, Сергей, вот этого... Раньше и ткали все, станки были все у бабушек, у дедушек, это все было старинное. Сейчас только вот в музеях увидит. Никто уже ничего на станках этих не делает. Просто вот показывает, что есть, там показывают эти дорожки, делают на станках. Есть глиняные вот эти из глины там горшочки, да, что фигуру, да, там лепят. Есть мастер-классы в Сытукаре, самой нашей столице есть, которые до сих пор поддерживают. Есть в плане росписи есть, делают такие, ну вот эти, как сказать-то, на дощечках разные орнаменты делают национальные. Есть из капа делают ремесленники красивые и фигурки, и посуду делают из капа. Ну, такой кап, вы знаете, наверное, что такое кап? Березовый такой твердый сучок. Вот. Есть талантливые люди вот в плане ремесла, есть в плане творчества тоже очень много.
в плане готовки очень много хороших. И в плане вот есть, которые обувь шьют, например, пимы, ну, по-русски унты называются или что-то. У нас пимы называется из из оленьего камуса, из лосиного камуса. До сих пор есть, но это так, валенки некоторые делают, но это такая редкость, уже домашние валенки. В Судукаре есть вяленая фабрика. Вот она это больше еще делает в заводских условиях. Вот именно, чтобы мастера это все угасает, теряется это все, навыки. Ну, больше остается вот на празднике, да, что-то показывают, как там делают ремесленники какие-то посуду, какие-то росписи, вот как вы написали, качества мало. Это все на, как бы, я бы сказал, на показуху. Нет ничего уже такого, чтобы применялось дома. Ну, как бы вяжут носки бабушки, ну, собственно говоря, уже моего возраста, уже тоже бабушки, женщины, да. И шерсть уже дефицит. Шерсть уже дефицит, потому что нету овец, нету баранов. Вот. Шерсть покупают. А раньше это все делалось из своего подворья. Так что все взаимосвязано, я так вот считаю, что вот, например, свое подворье и вот это. Все-таки северные люди, как я и сказал, вот наша семья больше охотничья. Вот это тоже ремесло считается раньше. Сейчас-то не так, это, и на эту охоту не проживешь, но раньше жили на это. И тоже ремесло считалось. Некоторые здесь плотники и столяра делают очень много хороших вещей, и делают и мебель, и все такое, и по хозяйству тоже много чего делают. Есть мастерские, делают тоже для сельскохозяйственных работ технику, делают лодки, например, есть много мастеров, которые делают лодки тоже. Вот. Лыжи делают, вот эти охотничьи лыжи именно с камусом для охоты. Тоже мастера есть еще, присутствуют еще мастера. Есть мастера, которые делают отделку для пим, для обуви. Камус отделывает. Есть мастера, которые все еще умеют отделывать шкурки. Что у белки, например, легкая шкурка, что у бобра, у выдры. Но все это угасает. Все это никому уже не нужно, потому что все покупное, все дешевое. По качеству плохое, но на разок, как говорится, и все это угасает тоже. Нету. Ну, например, говорит, вот были мастера валенки делать. Чего нет? А вот были мастера, которые делали косы, горбуши наши. Зачем сейчас горбуша? И мастеров этих нет тоже. Так, Светлана Бегунова. Делаю селедку под шубой и всех слушаю. Мои внуки любят свойские пельмени и вареники всегда делаю. Завтра день автомобилиста. И давайте всех поздравим с вашего канала. Да, у меня дядя Ваня автомобилист. Всю жизнь за рулем с 18 лет. И завтра его буду поздравлять. Вот. А всех автомобилистов здесь и любителей, и профессионалов, если есть как таковые, всех поздравляем с наступающим днем этим. Раньше тоже отмечалось очень на широкую ногу у нас. Я когда в совхозе работал, очень хорошо отмечали это. Так-то я тоже с правами был когда-то. Сейчас, правда, не действуют уже эти права. Мария автомобилист, Марию поздравлю. Ну, она так, любитель. А дядя Вань профессионал в этом деле.
Так, Сергей, а кто вы по специальности? Речь у вас грамотная и очень приятная на слух. Ну, Галина, я водитель по специальности. Именно учился на как бы БЦ, категория БЦ, профессиональный водитель учился. Но в связи с болезнью мне не пришлось работать. Но на своей машине, да, еще долго ездил. До 2011 года заболел в 91-м. Права получил в 91-м, заболел в 91-м. А ездил на машине до 2011 года еще. А так специальных академий не кончал, и я не думаю, что я очень грамотно разговариваю, просто не получается у меня именно делать выводы и вам довести, чтобы мои мысли иногда поняли. Хочется мне, конечно, чтобы донести там что-то до вас. Иногда, но иногда не получается. Вот. Это, наверное, все-таки менталитет такой, потому что по коме-то я думаю совершенно, вот думаю, я вот разговариваю с вами по коме, да, но у меня менталитет коми, я думаю по коме, понимаете? Вот я вам не могу объяснить, вот я с вами разговариваю по-русски и все такое, но по коме я мыслю. И сначала у меня в голове это на коме ваш вопрос, а потом уже на русский я мысленно, но это все быстро, конечно, происходит. Но все равно не то. Вот так, друзья. Так, значит, это и ваш праздник. С мамой крепкого здоровья. Спасибо большое. Ну, сейчас уже я водитель-то никакой. Какой из меня уже водитель? Коляску еще могу вести, так и то хорошо. Но это уже приравнивается к пешеходу. Инвалидная коляска. Да, так до 2011 года еще. Ну, как я перестал потом ездить на машине-то? Ноги стал до педалей поднимать руками. Это, считай, время. Например, надо затормозить, да? Я отпускаю руль, я беру обеими руками ногу и ставлю на педаль. И с помощью рук уже нажимаю. Это уже никуда не годится. Это все уже, это опасно, это можно задавить там ребенка какого-то или еще, потому что если экстренный случай там, не только ребенка, вот задавишь кого-нибудь, да, а потом всю жизнь с этим жить. Я думаю, все, я перестаю ездить. Остановил машину и баста, как говорится. И хорошо, что это я осознал. А так долго ездил я. Долго ездил. Опасно, правда, это было все. И потом уже права не стал продлевать ничего. Вот так, дорогие друзья. Ну, еще минут 20 посидим до половины 10, а там будем уже говорить до свидания, так сказать. Еще 25 минут, сейчас половина. И потом уже будем разбегаться. Я считаю, что посидели нормально. Очень хорошо даже посидели. И, как говорится, зрители очень, разнообразные вопросы. Хорошо посидели. Вот. Все уже устали тоже, наверное, молчат все. Подожду еще ваши сообщения пока. А там уже потом разберемся.
такие дела, вот такие дела. Но стримы я это самое постараюсь в такие выходные. Ну, обычно я раньше по пятницам делал стримы, да. Пятница это самый такой оптимальный вариант для меня, потому что впереди суббота, воскресенье могут люди. А когда в воскресенье выходишь в понедельник на работу, и многим не хочется до ночи сидеть, спать хочется. А вот такой пятница был оптимальный вариант, просто сейчас давно не выходил. А так еще, конечно же, мы прислушаемся, и надеюсь, Маша не откажет, и во время стрима на кухне будем стримить, готовить как-то что-нибудь. Тоже, я считаю, что будет нормально. Надеюсь, будет нормально. Вот так. А скоро зима, и потом уже зимние свои заботы. Ну, во-первых, у нас зимой самая оптимальная, самая ответственная работа – это подготовка дров на следующий год. Это самый главный момент. И потом еще надо сохранить урожай картошки и весной хорошо, ну, чтобы хоть немножко, да, продать, чтобы навоз купить там, отбить, да, что-то. Вот это. Татьяна Стайнбах. Добрый вечер. Давно не заходила к вам. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, если честно, Татьяна, мы так давно в идее не стримили. Очень давно не стримили. Вот. А есть люди, которые очень, ну, как бы смотрят стримы, но, видите, вот именно российским зрителям очень неудобно стало с этим ютубом, потому что, ну, как говорится, тормозит, и вот некоторые тут написали мне, что, как же его, только чат говорит, видимо, а видео нету. Вот. Ну, надеюсь, все будет. Вот. Так, 10 минут уже. Ну, я смотрю, тоже вопросы закончились, да. Пока это самое будут. Давайте тогда говорите до свидания, а я подожду еще, потому что сообщения с опозданием будут идти. И многим, может, даже и не удастся. Я подожду еще немножко. Потом уже будем выходить. Так. Коми народ, смелый народ, рыбаки да охотник. Хорошего вам настроя. Спасибо. Спасибо большое. Ну да, в основном коми промышляли охотничеством. Земледелие там было, конечно, но не так. Рыболовство и охотничество. Вот основные промыслы. Ну, естественно, для местных нужд и плотники, и столяры, и хорошие обувь шили, и одежду. Все это сейчас уходит. Даже охота. Охота перешла не в сферу промысла, а в сферу развлечения. Я не считаю это добрым, не приветствую это развлечение охоты. Угоститься там, на жареху поймал рыбу. Достаточно. Немножко дичи поймал, чтобы угоститься вкуснятиной. Рябчика там немножко на семью. Тоже нормально. Звери, пушнина очень дешевая. Я не считаю, что вообще ее надо добывать. Вот. Так что все уходит в прошлое. Нина Булавкина.
Очень приятно смотреть на вашу дружную и добрую семью. Всех благ. Я вас смотрю из Красноярского края. У нас уже 10 минут второго. Здорово, что вспоминаете наше время молодое. Очень приятно, что такой поздний час, Нина, уделяете нам время. Очень-очень приятно. Ну да, с Красноярским краем ошибся. 6 часов времени по Москве разница. У меня раньше были блогеры из Красноярского края, я смотрел, и я все удивлялся так рано, ну, разницей, с такой большой разницей вообще. Так, Лана, добрый вечер. Здравствуйте, Лана. Добрый вечер. У нас такой стрим уже заканчивается. Через минут 20 закончим уже стрим этот. Ну, вы еще успеете задать свои вопросы. Конечно же, я с удовольствием отвечу. Просто без вопросов, конечно же, вести стрим, ну, тяжело, скучно, вернее, на меня-то смотреть. Я-то чё? Вот. Ой. Я считаю, хороший вечер получился у меня сегодня. Так и не сказал никто, похудел я или не похудел. Мои постоянные зрители знают так-то. Все запаздывает. Ну и на стриме-то люди уже тоже потихоньку уходят. А ночь на дворе. Так. Жанна пишет: Сергей, а вы с Машей разговариваете по коме повседневной жизни? Ну, если коснуться вот этой темы о родном языке, я с гордостью отвечал, что все в деревне, это было даже позапрошлый год еще, я с гордостью это могу ответить, что все в деревне, ну, мы-то само собой, мы только на своем родном языке и общаемся. Мы на русском не общаемся. Я с гордостью мог говорить, вернусь к этой теме, что все жители нашей деревни, включая детей, общаются на ком-языке, на родном своем языке. И что же случилось за 2 года? Вы знаете, очень много что. Я все-таки отводил время на наш родной язык. Я знаю, что он потихоньку вымирает, этот язык умирает. Отводил время где-то лет 15 еще. А что случилось за эти 2 года? Выросло почти целое поколение уже. Ну, по 15, по 17 лет, да, по 16 лет. Вот более так, от 15 они еще на коме разговаривают. Ну, скажем, до 10 лет. Разговаривают чисто на русском. Совсем. При том, что родители чисто коми, даже по-русски слабо разговаривают. При том, что дедушки, бабушки коми. Я не против русского языка, я только за, потому что мы россияне все. И это очень хорошо, что мы владеем 2 языками. И вот маленькие, да, я вот летом разговариваю, там малыши.
Я думал, что обычно как русские у нас приезжают, русскоязычные приезжают с города, у кого-то здесь родня, у кого-то еще что-то, приезжают, внуки и что такое, они по-русски, да, разговаривают, сыктывкари, которые живут, они по-русски разговаривают. Я думал тоже эти приезжие. Оказывается, да говорят, нет, это местные наши. И такие малявки разговаривают. Я по коми им, они по коми или очень плохо, или вообще не понимают. И начал узнавать эту тему, и оказалось, что поголовно все разговаривали, что дома, что где-то на русском. То есть забыли свои... При том, что родители коми, чисто коми. Я же говорю, что даже по-русски иногда некоторые родители плохо разговаривают, а дети чисто на русском. Но я считаю, это неправильно, это родной язык, убивать так нельзя. Вот мне вот это не понравилось. И с болью в сердце вот этот факт такой принимаю. Не надо стесняться родного языка, а они стесняются. А мы с Машей только по коми, с детьми по коми. А вот у меня дочка тоже с ребенком на русском разговаривает. С нами-то чисто по коми разговаривает. Неправильно, конечно, это все. Я не говорю, что не надо русский. Учить надо русский обязательно. Но я вот так считаю. Русский человек выучит обязательно, потому что ему дальше жить, учиться на русском и дальше продвигаться, и карьеру делать на русском. Ты выучишь это русский обязательно. А вот с русского на коми, думаю, очень небольшой процент, кто будет учить. Да, не будет этого процента. Может, 0,5% даже будет. Вот так с этим языком обстоит дело. Очень плохо. Светлана Бегунова. Сергей, похудели немножко. Ничего страшного. Вы все равно красивый мужчина. Спасибо за стрим, что посидели. Красивый это... Я мужчина, я не должен быть красивым. Как там говорят пословицы, чуть-чуть красившего обезьяны, и для мужчины это нормально. Нина, а похудел я из-за болезни, я поэтому спрашиваю. Нина Булавкина, я давно не заходила на ваш канал, и это дел много, держу корову свои, 64 года, и заметила, что вы изменились в лучшую сторону, здоровья вам и всех благ. Нина, вот вы написали про корову, я прям уважение к вам очень большое. Ну и вот смотрю блогеров, которые тоже держат корову и все такое, и хозяйство держат. Я их очень уважаю. Здесь, которые, вот двоюродная сестра у Маши держит корову, с мужем держат корову. Я так их очень уважаю именно за это, то, что они держат скотину. У меня соседи очень долго держали корову. Но потом вот уже пару лет нет коров. Потом козу держали тоже. Но я их тоже уважаю за их такой труд. Отец мой сколько мог именно физически работать, он держал. Корову держал. Конечно, потом состарился, да, куда какая корова уже. Но мы все вместе в одним хозяйством жили, да. У нас было 2 коровы, 2 теленка больших и 2 теленка маленьких. Вот такая живность была. Ну и потом еще гуси, и кролики последний раз держали очень много. 120 штук. Так. Спасибо, Нина, за пожелания. Гелаева Инзе. Здравствуйте. Не знаю, Машенька рядом с вами или нет, только кто присоединяюсь, но хочу выразить свое восхищение вашей супруге. Такая спокойная, столько терпения, здоровья вам, счастья. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, конечно, за комплименты Машеньке. Я вот эти комплименты все поддерживаю. И были бы у меня 100 рук, я бы только 100 рук уже и поднял за. Конечно же,
Все, что есть, я уже много раз говорил, у меня, в моем доме. То, что у меня есть семья. То, что я состоялся как мужчина. Это все Машенька. И отрицать это глупо и, ну, как бы, ну, нелепо, что ли. Вот. Многие говорят, вот вы такой, Сергей, молодец, что это самое, на коляске и держитесь, и все такое. Но эта поддержка идет от Маши. На самом деле, не было у Маши, наверное, я не держался, я не такой стойкий, оловянный солдатик. Вот. Ну, кто знает, конечно. Жизнь заставит, как говорится, и все сделаешь. Но когда мы стали, Машей только познакомились, я еще был ого-го как крепко. Я еще этот дом построил сам. Я не думал, что я дойду до коляски такой, конечно. По-разному я вот в интернете смотрел, и по-разному болезнь это уходит, у кого как. Многие и в пожилом возрасте еще на ногах. Но у меня не получилось. И, конечно же, машина спокойствие, машина терпение. И машина... Я вспыльчивый человек. Ну, кому, может, показалось, я спокойный, я вспыльчивый очень. Машина спокойствия очень уравновешивает такую. И где-нибудь мою вспыльчивость гасит. И благодаря этому жизнь более такая ровненькая идет. Ну и, конечно же, как отец состоялся благодаря Маше. Я вот страшно подумать, друзья, если бы не встретил Машу в далеком 93-м году. Ну, вернее, как-то вот встречи этой встречи не назовешь. Я после армии, как уже говорил, просто сидел на заборе и шли две подружки. Обоих знаю. А вот приглянулась Маша. Так, что-то я в ностальгию впал. Так, Нина Булавкина, вы правы, нужно говорить, учить своих детей своему родному языку. Русский выучат обязательно. Спасибо большое. Ну вот уже это время упущено. Это время упущено, и вырастет поколение, которое свой родной язык не будет знать. А дальше уже это уже дело времени. Мы не вечные, язык исчезнет. Будут отдельные люди, которые, как и сейчас, очень много людей активных. Есть целые общества у нас в Коми. Коми Войтер, молодежь, МИ. Очень. Которые болеют всей душой. Есть выпускают книги, есть поэты, есть писатели на Коми. Но это все останется вот единичный случай. Массово этот язык, я думаю, исчезнет. И это плохо. Я все смотрю вот на другие народы, да, не стесняются они, любой народ возьми, что чуваши, что мордвины, что татары, что там армяне, еще кто-то там, кто там у нас национальная страна. Все уважают и разговаривают на своем родном языке. Наши стесняются. Видите ли, окают да выкают. Я окаю, да. Вологда, молоко. Но я не стесняюсь своего языка. И не стеснялся. Ну, по молодости было немножко. Но это все улетучилось. Вот. Вот так, друзья. Так. У меня повербанк. Все. Сел. Повербанк сел. Так.
Заряда у меня осталось 58% еще. Ой. Что буду делать после стрима? После стрима у меня ждет, друзья, ужин такой, рис с индейкой. Может, это на ночь, это как бы глупо даже, но я не могу на голодный желудок лечь спать. Я просто заснуть не смогу. Я буду ужинать рис. У меня там есть шанишка небольшая. Шаньку покушаю. Дальше буду вспоминать этот разговор. Я после каждого стрима, я мысленно я прокручиваю эти моменты, что не так было. Может, что-то кого-то обидел словом нечаянно, может, кого-то... Вот если, друзья, я уже много раз повторяю и повторю, если какие-нибудь вопросы я пропустил, у вас не выходят эти вопросы, вы перефразируете. Перефразируйте, по-другому напишите. Иногда YouTube не пропускает то или иное слово. Почему так, я удивляюсь, конечно, но по-другому... Вот человек там кто-то спрашивал, говорит, по-другому написал про хлеб, и вышло. Так, Сергей Юрьев. Вот Сергей, наверное, и спрашивал. Так, Сергей, спасибо большое за интересное общение, жду новых видео и стрима. А вам спасибо, Сергей, что вот поддержали меня в нашем общении. И все, кто поддержал, активно беседу вел на стриме. Да и кто тоже просто был на стриме, послушал мою болтовню. Спасибо большое. Спасибо, что зашли. Ну, есть немножко усталость, наверное, чувствуется в разговоре. Ну, конечно, уже 3,5 часа разговариваем. Вот. Ну что, без 1 минуты давайте говорить друг друга. До свидания. До свидания. До новых встреч. Я подожду ваши пожелания. Доброй ночи. И выключусь. Вот. А я вам заранее уже всем скажу, говорю, доброй ночи. У кого уже, если там вот с Красноярского края, там у него уже скоро доброе утро будет. Если кто смотрит из-за рубежа, там у них добрый день. Ну вот в Америке, например, мои земляки живут там в Америке и смотрят некоторые в Америке, да. Там вообще день тоже. Вот. Ну, как говорится, до новых рассветов всем. Вот так. Я подожду, прочитаю ваши пожелания. Так, Нина Булавкина, спасибо за интересное домашнее общение. Спасибо и вам, Нина, тоже. До свидания, всего доброго, пишет Сергей. Сергей, и вам доброго. Доброй ночи. Пускай вот приятные вам сны приснятся. Так, ну что. У меня рука не поднимается, а у меня здесь указка. Не удивляйтесь, сейчас указку подниму. А смотрите, какая указка у меня с магнитным кончиком. Ну, это ручка. Такой стилус. Стилус, указка, ручка. Мне Маша подарила для стримов специально. Вот, не надо, чтобы не дотягиваться. Я хоп, нажал и все. Гилаева Инзе. Спокойной ночи, храни вас Бог. Благодарю. Благодарю вас и вам тоже спокойной ночи. Спасибо. Спасибо, что заходили на наши посиделки. Но ведь вот подумайте, многие против, что я общаюсь на видео. Но вы поймите, Маша не такая разговорчивая, она не будет с вами, и видео будет пресное. Я так считаю, я так вижу. Не знаю, может вы не согласны, я так вижу, но будет чуть-чуть пресноватое видео именно с готовкой. Коих сотни, а то и тысячи каналов с этой готовкой. Мне хочется с вами вот во время этой готовки именно посиделок, поговорить, поразговаривать, вспомнить что-то из прошлого, вспомнить какие-то случаи интересные, веселые случаи. Ну и грустные случаи тоже бывают, вспоминаем. Как готовили наши мамы,
как бабушки готовили, что они делали такие дни. Вот. Понимаете? Поэтому и я участвую, и мне хочется разговаривать во время машинной готовки. Так, Жанна. Сергей, спасибо за откровенный ответ, полностью вас поддерживаю. Мы не должны забывать свои корни. Я вот так же думаю. Марина. Родные мои коми, Машенька, Сергей, с такой любовью слушаю вашу речь, такой родной акцент, так говорили мои родители. Царство им небесное, живу далеко, не слышу коми речи. Здоровья и счастья вам. Ну я вот землячка, значит, да? Позвольте я вот на коми. Вот чолан, Марина. Бур рыт тиянле. Ну и бурвой уже. Бура ужни. Мечоски двот ясты вот аланет. И век ми нимкодя. Аджами вот коми морд гиже и кажете и коми куенко се шорнитны. Вот. Пурлова за нимкодь милле. Кор пуранед миан канал вуле и гижанед мийке. А комен гижанед ешина нимкодь миан лова. И ты я лещиям уджичуд и здоровье. Вот так. Немножко Марине покуми разговаривал. Ну, там немножко русские слова, потому что очень много ведь слов с русских пришли, которые мы не заменяем. Например, очень много слов, которые новые слова, там, интернет еще. Наши что-то придумывают, конечно, по коми. Заменяет слово интернет, но я не считаю, что надо заменять, которые пришли слова русские. Не надо заменять. Да, Ижемская, бура ужни. Ижемская, Ижмарудит. Ижмарудит. В Ижме очень хороший праздник есть, Луг, друзья. Луд называется. Очень-очень хороший праздник. Там такие хороводы водят. А какие ижемские у девушек, у женщин наряды. Это просто красота. Вот так. Никак не закончу, да? Начал одну тему, сказал до свидания, никак не могу закончить. Ну все, давайте, друзья. Все, выключусь. Не буду ждать потом. Давайте. Всем пока. Пока мы скажу, адишлютеч. До свидания. До новых встреч. Всем пока. Бурвой, спокойной ночи. Сейчас я выключу этот стрим.